Дорогие друзья, мы открываем нашу уникальную секцию, потому что мы вошли в программу рождественских чтений. Теперь эта секция будет постоянно. Надеюсь, что гостей, участников будет каждый год все только больше и больше. Я представлю тогда членов президиума. У нас не все, как я уже говорила, еще подъехали, но мы ждем, подъедут. Значит, с того края начну. Архимандрит Пахомий Трегулов, директор Института региональной политики и руководитель регионального отделения партии «Родина» Евгений Анатольевич Бородин. Иерей Василий Мухамедшин, иеромонах Иннокентий Кильдеев. Я тоже представлюсь, Динара Бухарова. Я руководитель Московской татарской православной христианской общины. Также я назначена куратором этой секции. Владыка у нас заболел, к сожалению. Вот, может, владыка еще подъедет. То есть ждем, потому что немножко припоздали, сейчас из Кремля едут. Ну, мы вот уже начинаем тогда. Тогда, батюшка, скажите тогда, вы первое приветственное слово, хорошо? Дорогие отцы, братья и сестры, я благодарю вас за оказанную честь и доверие присутствовать на этом столь высоком собрании. Конечно, для многих, живущих в России, это явление уникальное, что татары православные собираются и объединяются. Это очень приятно, потому что я этнический татарин из мусульманской семьи, принял крещение самостоятельно, и это было для меня очень непросто. И был у меня очень большой конфликт с близкими родителями и с близкими родственниками. И поэтому сейчас я здесь ощущаю своих близких, родных людей, православных татар. Я и спрашиваю благословение Божие на проведение этого собрания. И, конечно, чтобы были результаты, и чтобы нас в этом мире понимали. Спасибо. Спасибо. Уважаемые священнослужители, уважаемые братья и сестры, мне, как жителю Татарстана, как человек, который родился в Казани, человек, который воспитывался отчимом, отцом мусульманином, человек, который женат на татарке, имеет 3 прекрасных ребятишек, мне вдвойне приятно, что наконец-то у нас под эгидой Русской Православной Церкви начала работать столь уважаемая секция. И вы прекрасно знаете, что политическая партия «Родина», в частности, вот Журавлев, который возглавляет нашу партию, он же и возглавляет Конгресс русских общин, очень много уделяет внимания и тесно взаимодействует с Русской Православной Церковью. И я надеюсь, что все-таки, так как я, так скажем, путь становления прошел в Татарстане, и школа, и высшее учебное заведение, и, естественно, я видел, насколько тяжело татарам кряжным, татары, которые обратились в православие. У меня очень много друзей, знакомых, которые пришли к православию. Насколько им тяжело, когда они не имеют собственных храмов, когда они не имеют своих, так скажем, Божьих книг, когда мы не слышим звон колоколов от татарских православных храмов. И я надеюсь, что все-таки кряжные на территории всего постсоветского пространства, и в частности в России, обретут собственные образовательные программы, обретут собственные храмы. И я думаю, мы наконец-то привьем сознание тем татарам, мусульманам о том, что кряжные — это в принципе единый народ татары. И самое главное, что в
принципе, вера, мы все с вами прекрасно понимаем, это личное дело каждого из нас. И я надеюсь, что секция будет развиваться, но и по возможности буду из года в год навещать и смотреть, как у вас продвигаются дела. Спасибо большое. Вот еще к нам подъехал Роман Анатольевич Силантьев. Вот. Ну тогда, наверное, и все-таки и Иереем, и Ермонаку, да, Иннокентию и Василию передадим слово. Так, значит, Роман Анатольевич Силантьев, это директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и вообще у нас известный религиовед. И... Спасибо. Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Тут уже немало было сказано. Мне хотелось бы помянуть нашего дорогого отца Даниила, потому что он немало положил трудов в этом поприще. И, конечно, его дальнейшими молитвами мы продолжаем собираться. И чтобы у нас с Божьей помощью был мир и согласие. Как нам Господь сказал, да любите друг друга. Спасибо всем. Всечестные отцы, братья и сестры, кадрлы дуслар, туганнар, сынлар, я приветствую вас на этом нашем собрании. Да, и хотел бы от себя сказать несколько слов о том, чтобы пожелать, чтобы наше это собрание было регулярным и плодоносным. Конечно, сейчас ждать от него что-то каких-то вот таких вот сразу каких-то больших результатов, наверное, не стоит, но любое дело, которое начинается, оно начинается с малого. И если люди прикладывают какие-то усилия, то Господь помогает им, какие-то дает мысли, какие-то дает силы, и дело продвигается. А это дело, как мы понимаем с вами, очень важное дело миссии, христианской миссии среди народов России. Я так думаю, что татары — это не единственный народ, который нуждается в просвещении. Это и другие тюркские этносы, традиционные, проживающие на территории России. Они также нуждаются в просвещении, благой вести Христовой. И я думаю, что наше начинание, оно со временем могло бы охватить и все тюркские народы, и башкиры, и хакасы, и так далее, которые также могли бы находить свой путь ко Христу. Это, конечно, зависит от нашего с вами произволения, от наших усилий, и, конечно, прежде всего от помощи Божией. И в этом далее хотел бы еще подчеркнуть, что важно, чтобы когда люди как в той или иной национальности обращались к той или иной религии, они бы сохраняли свою национальную идентичность. И мы видим, что, допустим, в Югославии, допустим, там ситуация одна, когда люди, исходя из того, какую исповедуют они религию, тем самым определяет их этнос. То есть, если православие, значит, это сербы, если это католики, это, значит, хорваты, если это мусульмане, то это боснийцы, мусульмане. Но есть и другие примеры. Возьмем даже, допустим, Албанию, где проживают также представители 3 религий. Это и православные, и католики, и мусульмане. Но все они называют себя албанцами. И, собственно говоря, наверное, этот вариант, нам необходимо его учитывать, чтобы человек, который принимает ту или иную религию, он бы сохранял свою национальную идентичность.
Вот, есть татары-мусульмане, но есть татары и христиане. Вот, и в общем, в этом плане мы должны как бы вот укреплять тех людей, которые так или иначе обратятся к христианству, к Слову Божьему. Благодарю за внимание. Тоже приветствую уважаемых членов нашего круглого стола, нашей секции. У меня приветственное слово есть вот от Всемирного Русского Собора руководителю и члену Московской Татарской Православно-Христианской общины. Уважаемая Динара Абдулбяровна, уважаемые члены Московской Татарской Православно-Христианской общины, участники круглого стола православные татары. Бюро Президиума Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор приветствует участников круглого стола православные татары, проводимого в рамках 26-х международных рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Считаем чрезвычайно важной и плодотворной деятельность Московской Татарской Православно-Христианской общины, которая проводит общественно значимые мероприятия, объединяя вокруг себя представителей научного, культурного сообщества, представителей общественности и молодежи, способствуя укреплению национально-культурной идентичности татар, поддержке и распространению православной татарской традиции, общехристианских, общекультурных, духовных и нравственных ценностей. Сегодня, когда Россия сталкивается с целым рядом глобальных вызовов, на первый план выдвигаются вопросы гражданского единства, межнационального согласия и взаимопонимания. Пусть работа круглого стола внесет свой вклад в укрепление единства нашей страны и процветание ее народов. Пожалуйста. Хотел бы от себя лично несколько слов сказать. Занимаюсь я, как вы, может быть, знаете, вопросами исламоведения, ну и также вопросами межрелигиозного диалога. Мне всегда было интересно, какие люди у нас что в России исповедуют, какая реальная ситуация, какая реальная религиозная картина. У нас, к сожалению, в переписи населения нет вопроса о религиозной принадлежности респондентов, и такими темпами мы не скоро этот вопрос получим. В некоторых странах такие вопросы есть, например, там в Эстонии, в Литве, в Казахстане пытались этот вопрос носить, но там, правда, перепись кончилась плохо. В фальсификации обвинили ее организаторов. Но, тем не менее, принято считать, вот за неимением лучшего, что, например, все русские повально православные, все чеченцы, татары, башкиры повально мусульмане, все евреи повально иудеи. При ближайшем рассмотрении выясняется, что это немного не так. Ну, по-русски вы сами знаете, в общем-то, и атеистов хватает, и членов различных сект, и протестантов. Я вот сейчас написал книгу о русских мусульманах, могу несколько слов про это отдельно сказать. Но, например, среди иудеев, среди евреев выяснилось, что доля христиан уже сравнялась с долей иудеев. Примерно по 40%, остальные 20% или атеисты, или исповедуют другие религии. То есть можно равновероятно среди евреев встретить как православного человека, так и иудея. На мой взгляд, такого никогда не было за всю историю человечества, чтобы в таком количестве евреи крестились, причем безо всякого стимула, безо всякого поощрения. В общем-то, множество даже и среди олигархов, и представителей шоу-бизнеса мы видим крещенных людей. Хотя плюсов, опять-таки, это никаких не дает. Но то же самое касается и других народов. У нас значительная часть тех народов, которые считаются мусульманскими, на самом деле исповедуют другие религии. Очень высокий процент христиан среди адыгов и казахов. Но самый высокий он среди татар. Мы это видим, в общем-то, и по результатам социологических опросов, по личному опыту, по количеству духовенства с татарскими корнями, которое в нашей церкви пребывает. Мне кажется, как минимум 3 архиерея у нас возводят свой род к татарам. Не менее, наверное, уже 500 священнослужителей другого уровня. И множество людей довольно известных. Это Алина Кабаева, у которой отец мусульманин, и которая действительно чистокровная татарка, отец у нее действительно в мусульманской среде известен. Как там Софья Губайдуллина, как наш бывший министр внутренних дел Рашид Нургалиев, как действующий глава центра Рустам Валиуллин. И множество других людей, там Лейсан Утяшева, например, Елена Исимбаева, хотя она, конечно, не татарка, но тем не менее тоже из мусульманских народов происходит. И таких людей мы встречаем повсеместно. И, в общем-то, впечатление от них самое наилучшее. Я, в общем, среди них не знаю каких-то бандитов, террористов, экстремистов, чего нельзя сказать о русских, евреях, украинцах, которые стали мусульманами. К сожалению, совсем уж печальная статистика вырисовывается, что из примерно 10 тысяч людей, которые у нас вот за последнее время стали мусульманами, это люди разных, опять-таки, национальностей, ну вот минимум 70% людей взглядов радикальных. Из них минимум 60% или в розыске находятся, или
уничтожены в результате спецоперации. Вот у меня в книге 700 человек описано, из них вот именно такой процент. 74% людей радикальных взглядов. Среди, конечно, православных татар такого нет и близко. Я вот затрудняюсь действительно сказать о каких-то преступниках. И в церкви рады людям разных национальностей. Церковь-то у нас, конечно, она в первую очередь российская православная церковь. Русская она стала называться именно в советский период. Ну, вот и часто говорили, что русская значит там только русские. Но на самом деле это прилагательно имеет более широкий характер. Церковь, она в первую очередь российская. И на нашем поместном соборе, когда избирали святейшего патриарха Кирилла, были люди десятков национальностей, до 80 их число доходило. Многие не знали русского языка, например, делегаты из Японии. Но все они были чадами именно русской православной церкви, где нет действительно ни эллина, ни иудея, и все люди абсолютно равны. Никто не будет шикать или тыкать пальцами на чернокожего человека, который в церковь придет. Кстати, есть у нас и священнослужители чернокожие уже. И уж тем более на братских нам татар. Так что я рад, что растет число православных татар. Растет оно число, это не благодаря каким-то действиям принудительным, бывало, к сожалению, у нас в истории такое, растет благодаря просто доброму примеру других православных людей и деятельности самой Русской Православной Церкви. Вот в этом случае ее в прозелитизме агрессивном обвинять никак не получается. Так что желаю вам успехов, помощи Божией и хорошей работы круглого стола. Ну, кстати, которому не все были рады, уж не будем, так сказать, это скрывать. Некоторых само сочетание православные татары просто корежит, как бесов от святой воды. Спасибо. Ну вот, приехал наш долгожданный батюшка, всеми любимый протоиерей Дмитрий Смирнов. Тоже у него есть татарские корни. Ну, сам батюшка, да, расскажет вам. Это такая семейная легенда. На самом деле это неизвестно, но есть такое предание, что крымский татарин в 17 веке стал священником и даже от Петра I получил дворянство после Полтавской битвы. Икону передал чудотворную, которая была с войсками. Вот мы только знаем, что это родственники со стороны матери. Так, внешне. Да, вот так. Хорошо, простите. Ну вот, еще у мамы в детстве было прозвище такое, Чингисхан. Вот, хотя эти крымские татары, они не чингизиды. Вот. Другой этнос, ну, неважно. Сейчас уже все так перепуталось. Особенно в Казани, там, когда я был первый раз, я удивился, такие прям монголоиды, они оказались русские, а такие блондины сероглазые, они татары, в общем, кто чего, как. Вот, ну, такое предание есть, ну и фамилия у матери была Уманова. Ну вот, и дворянство это было у них, действительно, они в лейб-гвардии все служили и были конниками. Поэтому хорошо на лошадях ездили. Ну вот, собственно, и все о моих татарских корнях, которым 400 лет. Ну, с тех пор уже все это давно обрусело. Французская пословица, что по скребе русского увидишь татарина, она на мне как-то похожа, сбывается. Но я давно слышал я в вашей общине, и так мне это все очень моему сердцу мило, интересно. Вот. Ну и когда я вошел, смотрю, роман тут, мною нежно любимый человек, давно как-то сразу ощутил себя как-то в своей тарелке. Поэтому я не знаю даже, что вам сказать, но во всяком случае это движение я очень приветствую и видел записи, как совершается литургия татарская. Тоже, мне кажется, это хорошо и правильно. Вот. Я и некоторые отношения имел. Ну,
лет 40 назад с Крящиными. И вообще эта тема, она очень важная. И один мой там соратник говорит, вообще, если татары будут так полигонечку, кто желает принимать православие, это поможет сохраниться татарам в их идентичности как народу. Потому что тогда объединение на почве православия, оно может дать хороший результат, потому что вот, хотя он на территории России со времен хана Узбека у нас ислам присутствует, вот, но современная ситуация, она немножко другая, и поэтому без всякой, как Роман сказал, агрессивной миссии, если будет такой ручеек, то, безусловно, это, ну, мне кажется и чувствуется, что из этого польза выйдет. Что еще могу в заключении сказать, что такая татарская тема, видимо, действительно какая-то есть тут духовная связь. Она как-то моему сердцу с детства мила. И я всегда, когда на приходе у меня образуется какой-то человек, татар, немало, но вообще 34 разных национальностей. Я тому всегда очень рад. Вот, кстати, вот упоминал Чернокова. Такие тоже есть. Вот. И из Латинской Америки, из Африки. Я очень этому рад. Я считаю, что это как бы вот слова Христова, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. И я благодаря этому понял очень многое именно вот нашим таким природным иностранцам, тоже заметил такую особенность. По одному моему прихожанину, которого звали Нестор, вот он сейчас, к сожалению, умер. Он из католиков, родился в Чили и здесь он в России жил, университет закончил. Вот. Когда познакомился с православием, очень как-то так загорелся и с большой легкостью перешел в православие, ездил к отцу Ивану Крестьянкину, тот его окормлял, вот, регулярно ездил. Вот, и деток своих воспитал в православии. И я видел, как он по мере вот углубления в такую жизнь, такую полумонастырскую, он так аскетически был настроен, несмотря на то, что женатый был человек, он как-то приобретал все больше и больше русские черты. Тогда я понял, что русский — это просто вот православный человек. Каждый может через православие приобщиться именно к той, ну, истории, духовности, которая здесь среди множества племен наших русских, и угрофинских, и тюркских, и монгольских, и славянских, и всяких. Вот такой у нас получился народ. Потому что, ну, действительно, если мы смотрим внутрь себя, мы как-то в татарах не ощущаем ничего чуждого. Русские люди. Нет какого-то такого антагонизма. Вот. Тем более мы помним, как при Иване Грозном татарин, который он назначил, даже Россией управлял. Вот, поэтому
даже такой был период в нашей истории, и всегда при дворе князь Юсупов со своими родичами занимал всегда особое место. Так что я всех вас поздравляю и рад, что меня позвали. Несмотря на то, что уже устал от сегодня такого трудного дня, я решил приехать на всех поглядеть. Спасибо, Господи. Большое спасибо, отец Дмитрий. У нас будет, значит, следующая программа. Ну, во-первых, я представлю моих помощниц, вот как ведущие. Это Жандарова Юлия Александровна и Галиуллина Елена Ринатовна. Вот. Да. Вот они будут помогать и объявлять, и микрофоны подавать. Очень прошу вас поближе держать микрофоны. У нас программа следующая. Сейчас мы послушаем нашего дорогого гостя, уважаемого Хусаинова Анвара Умаровича. Это представитель Татарского культурного центра в Москве. Вот. Благодарим, что вы пришли. Да. Глубоко уважаемый президиум, уважаемые участники круглого стола, уважаемые ведущие, спасибо за приглашение. Хочу сказать, что я являюсь светским человеком и представляю здесь светскую общественную организацию. Кроме того, я представитель другого вероисповедания. И это все не становится препятствием для моего участия в сегодняшнем круглом столе. И мне кажется, одно это уже является одним из успехов проводимого сегодня мероприятия. Спасибо вам большое. Для меня также совершенно очевидно, что круглый стол, круглые татары, я обращусь к записям своим, проводимый в рамках программы направления миссионерское служение Русской Православной Церкви 26-х международных рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», слова, высказанные членами президиума, и те доклады, которые мы сегодня услышим, внесут свой достойный и заметный вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в российском многонациональном и многоконфессиональном сообществе. И мне кажется, это следующий уже успех данного форума. Я сам многие годы занимаюсь именно этими проблемами, поэтому то, о чем будет сегодня говориться, для меня лично и близко, и дорого. Желаю круглому столу православные татары успешной работы, а его участникам дальнейших успехов в их благородной деятельности. Спасибо за внимание. Да, значит, про нашу программу. Сейчас будет докладная часть. Те докладчики, которые готовились, мы будем вызывать. Подходите здесь, читайте доклады. Потом короткие сообщения от присутствующих. Самое интересное, что здесь сегодня представители от многих епархий приехали, представители, и мы приглашали и просто татары с духовенства, и просто миряне, кто интересуется из миссионерских отделов. Я прошу никому не потеряться, хотя бы коротко, чтобы мы познакомились, потому что раз мы вот так собрались, важно очень нам как-то вместе, друг друга как-то увидеть, да? Вот потом мы должны перейти в воскресную школу, там покажем коротенькие видео, и у нас будет небольшое выступление наших татар. Вот. А дальше будет уже чаепитие с татарскими пирамячами, там, и совсем таким с чак-чаком и так далее. Так что я самых таких стойких прошу дождаться, потому что, возможно, у нас немножечко будет все затянуто и долго, потому что мы очень давно с вами не собирались, наконец-то собрались. Да, к нам членом президиума присоединился отец Иоанн Давлекамов, вот тоже
слово даю. Сразу слово. Дорогие отцы, братья и сестры, сейчас у нас рождественские чтения. И это вот так у нас получается, мы собираемся здесь, вот, православные татары, но несколько лет уже, да, вот. И так было вот на прошлых чтениях, на прошлых беседах было, на прошлых встречах был такой момент, чтобы дать как бы здесь, может быть, на каком-то приходе служить на татарском языке. Но хотел бы отметить, что мы вот сами татары, но язык мы знаем, так сказать, вот, весьма. Вот многим мне приходилось беседовать, слабое знание. Вот я хотя сам жил среди русских всегда, но у нас в семье говорили 10 класса моего на татарском языке, дома. Но я, может, на 20-30% знаю язык. Вот. И, конечно, как бы апостол Павел говорит, что не елин, не иудей, а все во Христе новая тварь. Вот. И хотелось бы мне вот акцентировать, может быть, более на этом моменте, что мы должны быть как бы новым творением вот, во Христе. Вот. Если у нас есть такое желание, конечно, мы татары, у нас национальный язык, он тоже является как бы таким, нам генетически, так сказать, у нас присутствует. Вот, И, конечно, хотелось бы тоже, чтобы состоялось вот это наше желание, чтобы открылся вот этот вот приход действительно, где была бы служба на татарском языке хоть какие-то дни. Вот. И помоги, Господи, всем. Слово дам Кириллу Фролову. Кирилл, ты сам представься. Большое спасибо, не ожидал такого высокого доверия. Вот. Но скажу, что выступление мое несколько омрачено неприятным инцидентом, который произошел на секции, посвященной миссии среди диаспоры в России. Вчера диакон Илья Маслов выступил с шокирующим антиапостольским докладом, где он сообщил, что сама миссия якобы является ересью, и миссионерство нельзя. Максимум, кто может им заниматься, это святые монахи, потому что все равно придет антихрист, и люди отрекутся от Христа, поэтому миссия, значит, не нужна, потому что она ничем не кончится, никакого эффекта не даст. Тогда мне пришлось взять слово, сказать, что по сути, если вы миссионеров обвиняете в модернизме и экуменизме, то чья бы корова, извиняюсь, мычала, потому что миссия и ортодоксия – это синонимы, потому что мы веруем, что спасение невозможно без православной церкви. Поэтому мы стремимся привести и русские, и татарские, и все народы в ее лоно, потому что если вне церкви есть спасение, как учат те самые модернисты и коммунисты, то зачем миссия? Тогда и так хорошо, и так может спастись. И вообще в церковь не обязательно ходить, можно просто быть хорошим человеком. И если уж он кого напоминает, так это учителя Цвингли, который учил о теории предопределения, о том, что есть люди, предопределенные к спасению, поэтому и не нужно никакого миссионерства. Те, кому надо, те уже вошли в ограду, те уже много получают денег. Это у них было такое протестантское лжеучение о том, что любовь Бога определяется в материальном достатке. Вот эти миссиофобы, они цвинглисты, и к тому же я его обвинил в том, что он, отрицая миссию, благодаря ей многие люди войдут в Царствие Небесное, а он таким образом, призывая нас уйти от миссионерского служения, фактически он приближает, ускоряет приход Антихриста. Вот, так что они не только модернисты и еретики, но и служители грядущего Антихриста. Я был вынужден так резко говорить, во-первых, потому что это правда. Да, что касается того, что миссией могут заниматься только святые монахи, я процитировал отца Иоанна Мейндорфа, крупнейшего русского богослова 20 века, который сказал, что мы святого равноапостоля Константина считаем святым равноапостолем во многом из-за того, что он привел в церковную ограду 1,5 миллиона человек. То есть мы его представляем как великого равноапостольного святого, это мирянина, который крестился только под конец жизни, за то, что он привел 1,5 миллиона человек. То есть миссия – это дело всех членов церкви, не только священников, но и мирян, и императоров. Вот. И поэтому это неприятная новость, но ее нужно было опровергнуть. Я специально повторяю, когда у нас многие миссионерские отделы, потому что
Почему? Потому что это диакон, преподаватель одной из наших духовных школ. Он говорит прямо противоположно тому, что к чему, что заповедовал Христос, спаситель истину, учить все народы, тому, чему призывает наш святейший патриарх Кирилл. Но раз в нашей церкви до сих пор такая опасность есть, что если, не дай Бог, что с святейшим что-нибудь случится, и к власти придут вот такие вот люди, которые будут говорить, что не нужна миссия среди татар, что это все ересь, вот, и то тогда лучше просто церковь сам распуститься, если будут такие мнения торжествовать, да, и всем нам надо уехать домой и больше ничем не заниматься, а еще лучше самоубийца просто, вот, поэтому я считаю, что против этой, ну, я бы даже сказал, я как публицистически пишу, ереси мессиафобии, нужно противостоять и еще больше святым апостольским делом заниматься, не сидя живота своего. А теперь новость приятная новость в том, что Владимир Путин изменил форму приветствия в российских вооруженных силах. Он отменил «Служу Российской Федерации» и «Служу Россию». Почему это важно? Потому что, так сказать, у нас в России считают только один президент, это Путин. Вот, глава одного из регионов, называющий себя президентом, господин Миниханов, когда доходят слухи, чуть ли не оказывал давление на его высокопресвященства митрополита Феофана. А зачем это у вас на чтениях собираются православные татары? Они вообще не нужны. Вот, и он, как и диакон Илья Маслов, говорит, миссия никакая не нужна, она что-то там подрывает. Вот Владимир Владимирович Путин товарищу Миниханову и ответил, что все нужно, потому что мы живем в единой России, неделимой России, вот, и поэтому вот это ответ, я надеюсь, что мои слова услышали в Казани, услышит и владыка Феофан, что на нашу секцию заступился президент России, вот, и поэтому перейдем к ее содержанию, мы должны не просто отчитаться о наших миссионерских успехах, они есть и проблемы, но призвать к деятельному миссионерскому возрождению на Казанской земле, а также среди всех народов России, и русских, и нерусских, потому что я считаю, что противопоставление русского патриотизма и миссии среди других народов — это тоже своеобразная ересь. Апостол писал был: «Я с эллинами, как эллин, с иудеями, как иудей», вот. И ничто не мешает нам быть русскими патриотами и в хорошем смысле уранополитами, то есть сторонниками вселенской миссии. То есть надо и то делать, и другого не оставлять. И поэтому необходимо, я считаю, записать в рекомендации нашей секции следующие ключевые пункты. Обратиться к святейшему патриарху Кириллу, высокопресвященнейшему митрополиту Казанскому, выговорю это слово с трудом, татарстанскому, не просто Казанский край есть, наша родина, Россия, обратиться с просьбой о проведении в Казани миссионерского съезда Русской Православной Церкви. Почему? Потому что это возрождение традиции, великой традиции, которую начал великий возродитель русского патриаршества, митрополит Антоний Храповицкий. Почему-то имя этого выдающегося иерарха не звучало, мало звучало в год столетия Поместного собора восстановительного патриаршества, хотя он за это восстановление боролся много лет. И будучи на Казанской кафедре, он привел и многих магометан к святому православию, провел целую серию миссионерских съездов, и безусловно, эта традиция должна быть возрождена. Вторая просьба, второе смиренное моление — это, конечно, возрождение Казанской духовной академии, потому что русская церковь не вполне возродилась, пока не возродилась миссия среди народов Поволжья и Казанская духовная академия. Это было великое, выдающееся духовное учебное заведение, и оно сейчас будет альтернативой всем ваххабитам, всем сепаратистам. И вспомним, что им преподавали многие великие люди, например, их имена сейчас забыты. Я же напомню профессора Константина Харламповича, автора многотомного труда «Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь». Этот исторический труд является опровержением
Другой, как я ее называю, историосовской ереси украинства, когда это политическое униватство, когда учат о том, что малороссы — это не русский народ, какой-то другой народ, испокон веков якобы враждебный православному русскому народу. Так вот, профессор Харлампович писал, что это не так, а наоборот, малороссы сыграли в русской жизни, в русской церкви, в Российской империи выдающееся влияние, причем влияние свое, а не чужое. Это мы один народ, это глубокий труд, который родился на волжских берегах. И, кстати говоря, наша миссия, она, конечно, под водительством святого патриарха Ермодена, она действительно ответ всем этим сепаратистам. Почему? Потому что вспомним историю смутного времени. Вспомним, что, по идее, если бы у татарского народа были какие-то сепаратистские намерения, он мог бы легко ударить в спину Москве. С запада идут поляки, и сзади бы ударила Казань, и все, и России бы не было. Но татары, уже во много просвещенных светом Христовой истины, поддержали русское государство. В 1912 году это было ключевым фактором победы, и это опровергает все сепаратистские подлозновения в наше время. И, конечно, третья просьба к Святейшему — это легитимировать в церковном календаре татарские имена. Почему? Потому что вспомним, что и наши святые имена святого Владимира, святого Ярослава тоже когда-то были язычниками. И Владимир был в крещении Василием. Поэтому для облегчения миссии на этот шаг, я считаю, пойти. В нашей церкви есть много обрядов. Возрождается и старый обряд. Епископ Иероним Шоу русской зарубежной церкви возрождает на Западе западный православный обряд, так чтобы католики и протестанты, понявшие еретичность своих учений, могли легче в рамках своей национальной идентичности прийти к истине православия. Вот. Я не думаю, что нужно ставить какой-то особый татарский обряд. Татары прекрасно понимают наше богослужение. Но вести татарские имена, татарский язык — это совершенно нормально. Вот такие просьбы оставить рекомендации нашей секции. И в подарок секции я оставляю свою книгу, которая посвящена как раз во многом и казанскому, татарскому вопросу единой России, и патриархизму, миссионерскому патриархизму, о том, что миссия и ортодоксия — это синонимы. Спасибо за внимание. Дорогие отцы, братья и сестры, к сожалению, мне поздно сообщили о вашем собрании. Но я счастлив, что я хотя бы приехал вас всех повидать. Я сейчас должен удалиться. Я думаю, когда следующие такие мероприятия будут намечаться, вы меня обязательно позовите, чтобы я имел более полное участие. Ну, я думаю, Роман мне расскажет все, что сегодня было, пожалуйста. Мы созвонимся тогда. Вот, поэтому я откланяюсь. Всего доброго, но я с большим удовольствием подчеркиваю это. Всего доброго. Дорогие друзья, я тогда позволю себе зачитать доклад. Может, он немножко будет долгий, но здесь отражена вся наша работа, все наши пожелания нашей общины. Доклад называется «Татарские православно-христианские структуры как общественные точки сбора православных татар и подспорье в миссионерском служении Русской Православной Церкви через продвижение татарской богослужебной и обрядово-бытовой традиции на опыте функционирования Московской татарской православно-христианской общины». Татары – это второй по численности этнос после великороссов. Согласно переписи населения, численность татар в России составляет более 5 миллионов, без учета количества отсмешанных браков. Ошибочное представление о том, что основное место проживания татар – это Республика Татарстан. В Татарстане проживает около 36% всех татар, живущих в России. Остальные рассредоточены по всей стране. К сожалению, иногда в публичном пространстве распространяется неправильный ложный стереотип, что татары якобы обязательно по вероисповеданию мусульмане. Под воздействием этой ложной установки
Тех татар, кто исповедует христианскую веру, считают неофитами из ислама обратившимися, хотя есть немало и таких. Часть татар являются этническими христианами. Их численность по разным оценкам достигает примерно от 300 до 800 тысяч человек в России. И только около 30 тысяч человек из них при последней переписи населения записались как субэтнос-кряшины в составе татар. Остальные указали свою этническую принадлежность как просто татары. Часть литовских, рязанско-касимовских и других татар также исповедуют христианство. Кроме того, существуют этнические группы, исповедующие православие, которые в настоящее время учитываются как отдельные народы, при этом в полной мере могут считаться православными татарами. Это гагаузы, урумы, нагайбаки, чулымские татары, хакасы, алтайцы, шорцы и другие. Большинство же татар являются выходцами из советского прошлого. По вероисповеданию их более правильно называть монотеистами. Часто татарами себя ощущают потомки татар, смешавшихся с русскими в нескольких поколениях. Например, это характерно для потомков православных татар, вошедших в состав русских дворян и казаков, для потомков обрусевших пензенских, нижегородских, пронских, михайловских, рязанских, касимовских, костромских, романовских, серпуховских, калужских, боровских, московских и других крещенных татар, московских и других новокрещен. Проблема сохранения татарской культуры и идентичности существует веками, и наилучшим ее решением всегда было то, что передано нам святыми апостолами и предложено известными просветителями, а именно интеграция без искусственной ассимиляции, инкультурация, развитие культуры православных татар, православной татарской идентичности и расширение использования национального языка и искусства в богослужебной, церковной, общественной и бытовой практике. Московская татарская православно-христианская община существует с 2003 года. Мы хотим помочь обустроить духовное и культурное попечение тех татар, которые выбрали крещение или родились в православных семьях, и убрать фактор дискомфорта и опасения, что якобы приняв христианство, они перестанут быть татарами. Кроме того, на канонической территории Русской Православной Церкви Московского Патриархата проживает около 70 миллионов тюрков. Это как традиционно исламские народы, так и православные гагаузы, чуваши, якуты и другие. Среди всех тюркских народов, большинство из которых в дореволюционной практике также назывались татарами, в том числе башкир, нагайцев, кумыков, карачаевцев, балкарцев, казахов, узбеков, киргизов и других, есть немало православных, для которых православное богослужение на родном языке есть большое утешение и духовная радость. Мы видим развитие татарской общины как структуры, которая будет собирать, систематизировать информацию об истории православия среди тюрков, практически развивать служение литургии на татарском языке и других тюркских языках, и татарское христианское искусство, консолидировать усилия клириков и мирян с татарскими этническими корнями, владеющими татарским языком, просто желающими потрудиться на указанной ниве, с представителями других тюркских народов, что важно в связи с тем, что в Узбекистане, Казахстане и Киргизии есть негласный запрет на обращение в христианство. Но тем не менее, немало представителей этих народов являются прихожанами Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Немаловажно и то, что в Российскую Федерацию переселились сотни тысяч этих народов, которые теряют корни в отрыве от родины. Они попадают в секты. Количество носителей татарского языка стремительно сокращается. Не только в большинстве так называемых обычных регионов страны, но и в Татарстане, а также регионах и районах с компактным проживанием татар. Мы считаем необходимым поддерживать единство татарского народа и не допускать провокаций, состоящих в разжигании религиозной вражды между представителями нашего народа. Для этого необходим постоянный внутритатарский диалог с привлечением духовенства на основе взаимного уважения. Мы также отрицаем принуждение к вере и считаем, что мы должны взаимно уважать право выбора каждого из нас. Одним из условий единства татарского народа является взаимопонимание и взаимодействие между православными и мусульманскими татарскими сообществами, а также отказ от каких-либо агрессивных действий, принуждения к вере, что может нарушить межконфессиональное согласие и мир. Стоит отметить, этому не способствует тот факт, что при примерном равенстве по численности русских и татар в Татарстане количество мечетей в 15 раз превышает количество православных храмов, хотя за счет наличия среди татар большого количества православных по вероисповеданию численность православных христиан в Республике Татарстан превышает численность мусульман. Существует объективная необходимость в строительстве и полноценном функционировании значительного количества православных храмов современной татарской богослужебной и обрядово-бытовой традицией. Также на территории Республики Татарстан, начиная с 90-х годов прошлого века, сложилась порочная практика позиционирования татарского народа как моноконфессионального, якобы исламского, что игнорирует исторические и религиозные реалии двухконфессиональности татарского народа и ущемляет права православного татарского сообщества. Интересы православных татар зачастую игнорируются на общетатарских площадках и в общетатарских организациях, таких как Всемирный конгресс татар, в некоторых татарских национально-культурных автономиях,
призванных отражать интересы всего двухнационального татарского народа, а значит и его меньшинства, православного татарского сообщества. Есть и другие перекосы. В Казанском Кремле к резиденции президента Татарстана почти примыкает дворцовая Введенская церковь. На храме нет креста, а в ней самой до сих пор располагается музей истории государственности татарского народа Республики Татарстан. По непонятным причинам здание храма не возвращено церкви. Также до сих пор не возвращено Русской Православной Церкви историческое здание Казанской Центральной крещено-татарской школы, основанной в 1864 году великими просветителями татар Николаем Ильминским и отцом Василием Тимофеевым. Данное строение дорого сердцу каждого православного татарина, как память о наших духовных предшественниках. Мы хотим, чтобы оно было не просто символом и памятью, но продолжило выполнять свое изначальное предназначение, чтобы в его стенах было возобновлено христианское просвещение представителей татароговорящих и тюркоговорящих общностей. По непонятным причинам в 90-е годы на территории Татарстана с православных храмов в угоду религиозного невежества были сняты православные полумесяцы, цаты, с крестов. Полумесяц на православном кресте символизирует собой чин царства и первосвященство, является символом Господа Бога нашего Иисуса Христа, как царя и первосвященника. Размещение креста с цатой на куполе собора напоминает православным верующим о том, что этот храм принадлежит царю царствующих, Господу господствующих. Полумесяц на православном кресте не имеет ни малейшего отношения к исламу. Это наш христианский символ, который дан нам в Священном Писании, Апокалипсис, глава 12, стих 1. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Мы надеемся, что в Татарстанской митрополии в ближайшее время все полумесяцы вернутся под святые кресты. Данные и подобные им перекосы в межконфессиональных отношениях отнюдь не способствуют татарскому единству. Поэтому мы считаем необходимым обратиться к священноначалию Русской Православной Церкви, российским федеральным структурам, руководству Республики Татарстан, а также к татарским общенациональным организациям с соответствующими просьбами защитить права православного татарского меньшинства, составляющего по разным оценкам около 30% от общей численности единого двухконфессионального татарского народа. Мнение большинства татар, входящих в Московскую татарскую православно-христианскую общину, состоит в том, что полноценная просветительская работа возможна только при условии отказа от этнической русификации и сохранения татарской национальной идентичности. Для этого необходимо развитие татарской церковной традиции, что пока что существует только в некоторых крещенских деревнях и очень ограничено в Казани и Москве. Татарский православный проект не допускает возможность конфронтации людей по религиозному и языковому признаку, не направлен на разделение татарского народа и русской, российской политической нации. Православные татары настроены на дружбу и единство с татарами и мусульманами, на гармоничное развитие и процветание татарского народа внутри русской цивилизации, как органической и неотъемлемой части русского мира. Московская татарская православно-христианская община придерживается следующей позиции в отношении всех татар. Татарская национальная общность исторически сложилась как двухконфессиональный народ, причем восточное христианство среди предков татар было распространено более 1000 лет назад. Хотя в настоящий момент большинство татар придерживается мусульманской конфессии, другая часть татар исповедует православие. Мы считаем, что несмотря на большое разнообразие диалектов, субэтносов, широкую географию проживания татар и различия в религии, необходимо поддерживать единство татарского народа, его самобытность и сохранение обычаев, языка, культуры, самосознания. Духовная и историческая судьба татар неразрывна с православным христианством, с Россией, являющейся родным домом для всех татар, проживающих во всех регионах, с народами, проживающими на ее территории, а также с тюркским миром, который, по нашему мнению, в соответствии с русской традицией, более правильно называть татарским, в том числе для того, чтобы уйти от ошибочных ассоциаций и восприятия происхождения тюркоязычных народов якобы из Турецкой Республики, что духовно, исторически, этнически, генетически и антропологически неверно. Все с точностью да наоборот. Турки произошли от смешения некоторых тюркоязычных агузских племен с нетюркскими народами Балкан, Ближнего Востока, Великой Степи, Кавказа. Причем нетюркские народы количественно сильно преобладали над тюркскими, но язык остается агузским. Мы обеспокоены сохранением нашей культуры и языка, развиваем и сохраняем татарские обычаи и молитвы на татарском языке, развиваем татарское православное богослужение. Мы исходим из того, что татары проживают на огромной территории в разных регионах России и разных странах, разных условиях, культурах. Многие не знают татарского языка, другие двуязычны и излишне вовлечены в политику, и излишнее вовлечение в политику может разрушить татарское единство. Мы не поддерживаем политический сепаратизм. Судьба татарского народа в русской государственности едины и неразрывны друг с другом. В Российской Федерации существует татарская национальная автономия, чего лишены многие национальные меньшинства в демократических странах. Но большинство татар проживает вне Республики Татарстан и исторически с республикой не связаны или связаны слабо. Формирование православных татарских общин в местах их компактного проживания является сегодня одной из первостепенных задач
Московской христианской татарской православной общины. Татарстан, Башкортостан, Челябинская область, Ульяновская область, Свердловская область, Москва, Оренбургская область, Пермский край, Самарская область, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область. Все эти регионы с татарским населением свыше 100 тысяч человек в порядке убывания. По числу мест компактного проживания, согласно переписи населения 2010 года, можно назвать 34 региона. Желательно, чтобы православная татарская община формировалась в первую очередь в каждом из этих 34 регионов вокруг активной группы православных татар во главе со священником или мирянином татарского происхождения. Опыт Московской татарской православно-христианской общины показал, что для формирования общины достаточно начинать работу с проведения регулярных молебнов на татарском и церковнославянском языках. Молебен был составлен Иереем Даниилом Сысоевым, переведен на татарский язык иеромонахом Иннокентием Кильдеевым, который вот здесь вот сидит у нас в президиуме, и панихид, который мы вот начали служить по православным татарским, тюркским и болгарским ханам. Многие татары забывают или забыли свой язык, но очень рады, когда слышат родную речь. Поэтому молебен составлен с построчным переводом на русский язык. Все это вы можете увидеть на нашем сайте «Православная татарская община». Чтобы представлять православных татар на столичном уровне и шире, мы совместно с представителями казачества официально ежегодно участвуем на традиционном общегородском празднике Сабантуй, оборудуем палатку «Теремок» с выставкой православного татарского искусства «Христианский Шамаиль», который здесь представлен, можете посмотреть. Проводим татарскую секцию на рождественских чтениях. Первая была успешно проведена в 2017 году. Ежегодно участвуем на традиционном празднике крещенных татар Петрау-Байрам, праздник Петра и Павла, в Татарстане, Мамадышский район, село Зюри, который празднуется после окончания Петрового поста. Принимаем участие на Авраамевском фестивале в городе Болгар, Спасского района Республики Татарстан. Вот отец Анастасий Головин нас приглашал, он здесь вот присутствует. Спасибо большое. Регулярно проводим православный молебны на татарском языке. Развиваем практику чтения пасхального Евангелия на татарском языке. Развиваем религиозное искусство православных татар, христианский Шамаиль. Поддерживаем духовные, культурные, иные связи, а также добрые отношения с руководством и активом православных общин, общественных организаций, этнографических обществ крещенных татар Татарстана и других регионов России. На уровне национально-культурной и социальной деятельности мы взаимодействуем с представителями мусульманской общественности, участвуем на общетатарских мероприятиях, проводим встречи в здании Татарского культурного центра, регулярно наполняем наш сайт, развиваем и продвигаем интернет-канал. Все это, опять же, повторюсь, можно увидеть на сайте нашей общины. Учреждаем, развиваем и поддерживаем филиалы МТПХО и самостоятельные общины в регионах, в Пензенской, Оренбургской областях, а также в Башкортостане. Открылись и начали функционировать филиалы Московской православной татарской общины. В Волгоградской области функционирует самостоятельная татарская православно-христианская община. Проводим панихиды по православным татарским, тюркским и болгарским ханам. Фактически основатель Золотой Орды хан Батый, по данным персидского историка Васаф аль-Хазрата, был христианином. У историков не вызывает сомнения факт того, что сын хана Батыя и второй правитель Золотой Орды хан Сартак был христианин. По нашему общему мнению и надежде, брат или сын хана Сартака, соответственно, сын или внук хана Батыя и третий правитель Золотой Орды хан Улакчи, так же, как его мать или бабушка Баракчин ханум, были также крещенными. Фактом является то, что сестра хана Улакчи и жена князя Белозерского и ростовского Глеба Феодора Батыевна Сартаковна была православной христианкой. Вероятным виновником смертей ханов Сартака и Улакчи был брат хана Батыя и следующий правитель Золотой Орды хан Берке, первый из татарских правителей, принявший ислам, который распорядился убить хана Сартака и хана Улакчи, по нашему общему мнению, по религиозным соображениям из-за приверженности к их христианству. По приказу Берке была казнена и Баракчин ханум, не желавшая смириться с этими убийствами. То есть ее смерть также стала следствием исповедания ханами христианства. Мы надеемся, что это мученические кончины за веру во Христа. Золотоордынцы являются основным предком всего татарского народа, особенно потомков служилых татар Ямашлы, татарских ханов, князей Мурс, Тарханов и казаков. Они были основным военнослужилым сословием Золотой Орды, Мещерского юрта, Касимовского, Казанского, Астраханского, Крымского, Сибирского, Казахского ханства, Большой и Ногайских орд, княжества Мансура в составе Великого княжества Литовского и Русского и других татарских государственных образований. Служилые татары органически вошли в состав военнослужилой аристократии Российской империи и служили верой и правдой Господу Богу нашему Иисусу Христу, в том числе через несение государственной службы Белому царю хану и государству российскому.
Православными крестьянами были многие татарские ханы, среди которых правнук правителя Большой Орды хана Ахмата, касимский хан Саин Булат Семен Бекбулатович в монашестве Стефан, казанский царевич Утимыш Гирей Александр, сын астраханского хана Касима, последний казанский хан Едыгар Мухаммед Джан Мухаммад Семен Касаевич, касимский хан Сиид Бурхан Василий Арасланович и другие. Также известно, что после смерти последней владетельной царицы Касимовского ханства Фатимы Султан Бенем Сиитовны, которая была из рода сиитов, потомков Мухаммада, основателя ислама, распространились слухи, будто ханша была задушена ночью со собственными придворными, прознавшими о ее намерении тайно принять православие. Касимовская царица Фатима Султан Бенем Сиитовна была матерью православного хана Сиид Бурхана Василия Араслановича и бабушкой прославленного в лике святых Касимовского царевича Иакова. Она покровительствовала православию, помогала Казанскому женскому монастырю, основанному в Касимове, в первой половине XVII века на землях, выделенных церкви ханской семьей. В монастыре хранились иконы, пожертвованные ханшей. Для этого из образов Фатима с внучками собственноручно вышла серебром ризу. По нашему общему мнению, ханша Фатима Султан Бенем Сиитовна приняла крещение кровью, мученическую кончину за веру во Христа. Указанные другие православные татарские правители особым образом почитаются православными татарами. Память о них близка сердцу каждого православного татарина. Кроме того, значительное количество булгар и татар прославлено в лике святых. Мученик Авраамий Болгерский, преподобный царевич Даир Кайдагул, Петр Орда и Чинович Ордынский, Чингизов, преподобный Пафнутий Боровский, страстотерпец царевич Феодор Меликтагирович Долголяцкий, Чингизов, мученик Петр Казанский, мученик Стефан Казанский, преподобный Туртас Серпен Кажазерский, блаженный царевич Яков Сиид Бурханович, Касимовский Чингизов, мученица Полтанида, священномученик Николай Тахтуев, священномученик Петр Гаврилов и другие. Я здесь многих не назвала. Это все святые татары. Также нами почитаются как святые протоиерей Василий Тимофеев и иерей Даниил Сысоев. В завершении третьей православной татарской конференции предлагаем ее участникам провести панихиду по основателю Московской татарской православной христианской общины иерею Даниилу Сысоеву, почитаемым именами как священномученикам. Вот это было бы очень так знаково, я думаю. Завтра мы встречаемся на месте, где он погребен, и будет панихида служиться в 10 часов. Кто желает, в таком свободном режиме, кто может, подъезжайте. Это, мне кажется, будет очень важным дополнением нашей сегодняшней секции. Мы обращаемся к священноначалию с просьбой рассмотреть вопрос о возможности подготовки к канонизации в лике святых особо почитаемых православными татарами лиц. Хана Сартака, по некоторым данным, отравлен по приказу дяди хана Берке за исповедание христианства. Фатимы Султан Бенем Сиитовны, касимовской ханши, по слухам, на момент смерти задушена ночью собственными придворными за намерение принять православие. Николая Эльминского и отца Василия Тимофеева, великие просветители татар, основателя Московской татарской православной христианской общины, отца Даниила Сысоева, убит за веру Христову и некоторых других. Также в резолюции конференции мы хотим подчеркнуть, что православное татарское сообщество придерживается следующих принципов: двуконфессиональность татарского народа, его единство в религиозном, культурном и языковом разнообразии, соответствующие отечественной традиции, расширительное использование названия татары, в том числе в значении тюрки и тюркоязычные, наряду с локальными самоназваниями, непротивопоставление локальных самосознаний и самоназваний общему татары, продвижение татарской богослужебной и обрядово-бытовой традиции, расширение практики совершения литургии и других церковных служб на татарском и других языках с особенностями в богослужении, мужской хор византийским распевом, большее использование ковров и снятие обуви при входе в храм, молитвы с воздеванием рук и другие, продвижение христианского татарского искусства, православный Шамаиль, развитие практики крещения с родными татарскими именами. Московская татарская православная христианская община планирует оказывать посильную помощь в создании на территории Республики Татарстан своих филиалов, либо самостоятельных татарских православных христианских общин, ТПХО, не преследующих никаких политических целей. ТПХО не зарегистрированы как религиозная организация, действуют в двух пространствах, духовном и общественном, своим управлением самостоятельны, но все члены ТПХО являются православными христианами и окормляются в храмах Русской Православной Церкви. Также МТПХО плотно взаимодействует со всеми структурами Московского патриархата, в том числе действующими на территории Татарстана. Могут выходить с инициативой о создании церковных приходских собраний с татарской богослужебной и обрядово-бытовой традиции. Вот я доклад свой прочитала и хочу вас еще попросить. Вот наша община существует с 2003 года.
в Москве вот мы развивались и развиваемся, и как-то вот набираем обороты новых людей. И у меня большая просьба, кто приехал из регионов, собирайтесь в маленькие общины. Пусть это будет даже полгода или года, пусть это будет 2 или 3 человека. Ведь вокруг нас очень много татар, и учитывая то, что они в крещении, допустим, часто используют русские имена по святцам, вы можете даже не знать, что они татары. Но если вы будете проводить молебны, как мы их проводили, регулярно, хотя бы там раз в месяц, можете чаще, если лучше, то люди будут подтягиваться. Это очень важно для того, что вот мы когда крестимся, многие из нас испытывают какие-то сильные, какие-то негативные вещи, в том числе наши родственники очень мучаются. Да, наши родственники, которые, допустим, не выбрали христианство, они мучаются от того, что не знают, как реагировать, потому что считают, что нас очень мало, или вот есть какое-то непонимание еще пока в этом вопросе. И когда мы объединяемся в общины, мы очень друг друга поддерживаем. Вот отец Даниил Сысоев, он как раз нам рекомендовал и говорил: объединяйтесь в общины, друг друга поддерживайте, социально, то есть если вдруг кому-то плохо, беда. Плюс всегда в общине есть люди воцерковленные, они помогают тем, которые только вновь крестились. Ведь дело в том, что вот на моих глазах люди вот не выдерживали вот какое-то давление из родственников, которые тоже мучаются и шокированы, допустим, да, не знают, как себя вести. Люди опять отпадали, к примеру, вот в ислам. Это я вот видела. Мы должны объединиться и друг другу помочь. Мы должны показать, что нас очень много на самом деле. Эта работа, она важна. Мы второй по численности народ после русских. Вот. Мы мы татары двухнациональный народ. Надо объединяться, развивать общины по регионам. Вот для меня вот лично была эта работа достаточно сложная. Я мама многодетная, и как бы сложновато было. Я прошу вот, особенно мужчин, да даже если есть у нас женщины активные, и женщина может с татарским происхождением, да, а я особенно мужчин, прошу очень поддержать нас и создавать вот эти общины, делать молебны, хотя бы начинать молебны, служить регулярно. И у нас пойдет очень большое, серьезное такое развитие. А на таких вот встречах, как сегодня, мы будем встречаться, обмениваться опытом, знакомиться. У нас есть сайт, вы всегда можете на него посмотреть, мы укладываем всю информацию. Вот такое короткое дополнение к моему докладу. Вот к нам приехал отец Дорофеевич, мы очень вас ждали. Тогда вам слово. Дорогие отцы, братья и сестры, доклад был очень хороший. Но, да, это к чему нас докладчица призывает, конечно, это прекрасно, но за этими словами стоит жизнь людей. Вот я сам из Татарстана, частично я являюсь на 50% кряшин, на 50% русский, на 25% русский, на 25% мордвин. Это по статистике, какая есть, кто мать, отец, да. И вот у меня есть отец Павел, он духовник епархии. И вот когда он начал служить на кряшинском языке службу в Казани, да, то его встречали татары, да, и уговаривали, потом били. Не убили благодаря только Шамею, да, наверное, так думаю, потому что он вмешался в это дело. И если мы, конечно, будем филиалы открывать в Казани, их можно, конечно, но их сразу можно будет назвать исповедническими. Потому что само мусульманство в Татарстане это как конституция в России, а в Казани мусульманство это как конституция в России. То есть все, это конституция. Татарин должен быть мусульманин. Даже кряшины должны быть мусульманами. Они уговаривают, постоянно уговаривают. Кряшин постоянно уговаривают поступать в мусульманские, мусульманство при ним, да, вот. Так что я, кстати, с этим вопросом вот, нужно быть очень мягко и осторожно. Может быть, в регионах России можно, кроме Казани и кроме Уфы, да, делать эти филиалы, а там нужно очень осторожно. Да, там начнется просто настоящая война, да. Вот хотя, когда у нас был Виссарион в Казани, да, он увел очень много, особенно мусульманских детей нашей элиты казанской, да, и когда он приехал еще раз в Казань, то Шамиль сказал, если он будет выступать, то поддержать только православных, а его не поддерживать, Виссариона, да. И действительно, вот даже вся элита
Татарстана была на стороне православных, но чтобы, то есть, они понимают, они то, что не любили Виссариона, а то, что Виссарион у них украл детей. И вот и ересь, да. А Виссарион, это кто Виссарион? Третий завет Иисуса Христа, да. Там, на Дальнем Востоке у него там центр организован, да. Так что, друзья мои, здесь нужно, конечно, с этим вопросом очень интересно. То есть осторожно, да. Наша с вами религия православная, во-первых, она религия мученичества. Если взять основу нашей религии, это Ветхий Завет, все пророки, да, были мучимы не язычниками, а самим еврейским народом. Тоже мы с вами видим, и у нас уже 2000 лет, как мы с вами видим, кто у нас страдает, все праведники страдают. От кого? От нерадивых, то есть этих прихожан, от нерадивых прихожан, а уж тем более достанется от язычников, да, достанется еще больше. Они вместе все сплачиваются. И так что мы должны, прежде всего, если хотим, чтобы наша вера действительно процветала, мы должны показать ее в своей жизни, личной жизни, в посте, в молитве, да, в добрых делах, в прощении, естественно, проповедь не только словом, а делом в жизни своей, да. То есть вот будет у нас такая жизнь, то действительно, я знаю таких батюшек, к которым приходят муллы и говорят, ты, когда молишься, не забывай за меня молиться. Значит, это они понимают, чувствуют, да, они знают, где дух-то вот, находит, обитает. Так что здесь мы, сказать, филиалами в Татарстане ничего не выиграем, только проиграем, да. Ну, как сказать, кто из нас вот сейчас, сегодня или завтра скажет, я хочу постараться за Христа. Поеду в Казани, открою филиал, да. А там филиал. Мы там просто общину еще одну открыть невозможно, потому что самих православных христиан очень мало. Да, и так что это нужно, конечно, вести, но не таким образом, да. А так, все, этот самый доклад был прекрасный, все было сказано хорошо, грамотно, а человек поднимал документы, изучал документы, да, вот. Так что от меня пока все, а потом я еще, как говорится, если ставлю свое слово. Самоуважения, самоидентификации, внести свой уникальный вклад в молитвенное прославление Бога, пребывая при этом в гармоничном единстве со всей полнотой Церкви. То есть официальные документы положительно оценивают сохранение национальной идентичности. Что же касается национальных имен, мы имеем два подхода. Это никому не нужная русификация, если можно так сказать, и сохранение национальных имен при крещении. Русификация – это, конечно, условно говоря, поскольку, как было уже сказано, в святцах почти нет русских имен, но народами на территории бывшей СССР они воспринимаются как русские. По умолчанию не существует запрета на национальные имена. То есть нет ни одного церковного правила, запрещающего давать в святом крещении любое имя, но фактически у нас сложилась практика негласного, якобы запрета на крещение под такими именами. У русских, составляющих большинство населения Российской Федерации, это не вызывает каких-то вопросов, и мы крестим Эдуардов Александрами, Евгениями, Тимуров, Тимофеями и Дмитриями, и к этому все привыкли. Но несколько иная ситуация с другими народностями. У некоторых народов, особенно у татар, самой многочисленной этнической общности после великорусской, есть устойчивые, достойные уважения традиции использовать национальные имена. Имя – часть национальной идентичности. В наше время много татар, как и других народов, обращаются в православное христианство и стоит вопрос об имени. К сожалению, это по незнанию, по ложному пониманию традиции и ее роли. Мы зачастую по факту принуждаем человека к смене имени. Если для русского Эдуарда или Элла это не проблема, то для нерусского человека вопрос смены имени может быть критически важен и неприемлем. Почему неприемлем – отдельный вопрос, но это его личное дело, очень тонкий, интимный, по которому нельзя подходить как катком. Если для нас греческое, латинское имя может быть родное, то для чеченца, татарина, бурята это абсолютно другая цивилизация. В силу разных причин невозможность смены имени для настолько серьезна, что может послужить поводом вплоть до отказа от святого крещения. Один из первых и важнейших вопросов, он очень болезненный. Приняв крещение, я не предаю свой народ. То есть абсолютно большинство крещаемых не стремятся к смене национальной идентичности и навязыванием, особенно в жесткой же форме, смены имени, что не обусловлено никакими канонами.
Тем не менее, хотя бы подход существует во всех поместных церквах в России, при видимом доминировании одной из традиций мы сталкиваемся с такой проблемой, которая привела к появлению того самого письма за подписью первого викария Московской епархии архиепископа Арсения, а именно ни на чем не основанный отказ в принятии записок, отказ от исповеди, в исповеди и в святом причастии и по факту мнимая невозможность святого крещения под национальным именем, осуждаемые церковью. Целый ряд проблем, связанных с национальной идентичностью, приводит к тому, что мы наблюдаем отказ от православия среди народов, которые мы давно считали православными: якутов, марийцев, осетинов, в основном по причине поиска национальной идентичности. Хотя любая национальная идентичность может реализоваться и в православии, тому пример, собственно, и сами русские. Также, несмотря на русификацию, мы наблюдаем рост числа национальных имен среди якутов, марийцев и разных народов. При этом, повторимся, нет никаких препятствий крестить якута, марийца, адыгейца своим именем и только подчеркнуть факт сохранения его национальной идентичности. При этом, если человек как бы покидает свой народ, соглашается с тем, что он разрывает родовые связи, меняет имя, приводит в шок родственников, то он как бы закрывает для себя и своих близких возможность проповеди, перестает быть своим, поэтому навязывание русификации, которое так происходит в больших масштабах, не миссионерский, а антимиссионерский подход. Этим достигаются результаты, противоположные желаемым. Но если вернуться к проблеме татарских племен, татары и некоторые другие народы крепко держатся за свои имена. Мы встречаемся с этим вопросом в приходской жизни, начиная со свечного ящика, иногда вплоть до проявления ксенофобии в церковной ограде. Поэтому вопрос требует решения, и я надеюсь, он будет отправлен для рассмотрения священноначалию, что может быть сделано от имени секции рождественских чтений 2018. Мнение татарской общины такое. Хотя в России сложилась практика наречения по святцам, она не является ни обязательной, ни принудительной, и в случае, если крещаемый или его родители имеют намерение сохранить национальное имя, им должна быть предоставлена такая возможность, такая практика. Уже де-факто существует как в России, так и в других поместных церквах. Мы также хотим обратить внимание на циркулярное письмо архиепископа Арсения, первого викария Московской епархии, о недопустимости отказа в принятии записок, исповеди, причастии мирян, крещенных под именами, не входящими в святцы. Также мы считаем крайне необходимым распространить действие этого письма за пределы Московской епархии и просим Священный Синод рассмотреть этот вопрос на общецерковном уровне. Благодарю за внимание. Спасибо большое, отец Иннокентий. Вот сейчас небольшой комментарий к этому выступлению отца Максима Обухова, который зачитал отец Иннокентий, скажет Хусайнов Анвар Умарович, да, представитель Татарского культурного центра. Ну, я очень кратко, очень содержательный доклад, на мой взгляд, и такой аргументированный, взвешенный. Ну и как вот слушатели меня, наверное, привлекает сохранение татарских имен и те слова, которые докладчикам были сказаны, что татары дорожат своими именами и держатся за них. Вот я думаю, в этой связи, наверное, стоит эту часть доклада всячески поддержать, как мне кажется. Спасибо. Да, спасибо большое, Анвар Умарович. А сейчас перед нами выступит Владимир Букарский, руководитель клуба византийского наследия из Молдовы. Благодарю вас, уважаемые честные отцы, братья и сестры. Находясь на этом месте, я особо волнуюсь, потому что на этом месте принял мученическую смерть отец Дмитрий Сысоев. Я его знал лично, мы были с ним знакомы, правда, заочно, дискутировали в живом журнале. У нас с ним не совпадали взгляды по многим вопросам. Я не разделял его космогонических взглядов, его взглядов на сотворение мира, но его мученическая гибель нас всех научила тому, что в вопросах веры, в вопросах нашей преданности Богу компромиссов быть не может.
тут не может быть или-или. Тут не может быть наполовину. Или мы верим в Бога до конца, или нет. Уважаемые участники конференции, переходя к теме нашей дискуссии, я приехал из страны, которая исторически находится на соединении нескольких цивилизаций: романской, славяно-православной и тюркской. Если мы говорим о тюркском мире, как о мире народов в какой-либо мере сопричастных к тюркскому миру, то Молдавия является неотъемлемой частью этого пространства. Молдавия входила и в Золотую Орду, и была под контролем Османской империи, вернее, не мусульманский фактор. У нас мусульманского фактора никогда, в принципе, не было. А тюрко-османский фактор сыграл определенную роль в формировании молдавской культуры, идентичности, языка. Многие населенные пункты у нас на территории страны носят тюркские названия: Копчак, Эрдек-Бурну и так далее. И особый фактор проникновения тюркского мира в Молдавию — это, конечно, гагаузы. Это живой пример того, как можно быть... Работает, да? Вот. Гагаузы — живой пример того, как можно быть сопричастным к тюркскому культурному, лингвистическому пространству и одновременно исповедовать православие. Причем, вот как я сказал в самом начале, исповедовать православие до самого конца, без компромиссов. Ну, я думаю, что о гагаузском факторе нам расскажет наш глубоко уважаемый отец Дмитрий Киарогла. Я просто хочу еще раз сказать о факторе единства православного мира, о факторе того, что делает нас православными и что делает нас сопричастными к этому единому миру. Это наша вера в Бога, в первую очередь. Вера до конца и вера без компромиссов. И, конечно, свидетельство о Боге везде, где бы мы ни были. Свидетельство не словами, а делами. Потому что от того, как мы будем себя вести в окружении наших ближних, в окружении наших друзей. Вот, иными словами, от того, как мы будем предстоять перед нашими близкими, нашими соседями, о нас, о нашем, на основании нашего поведения будут судить о православии. Я искренне
желаю всем участникам конференции помощи Божьей и самое главное веры и еще раз веры. Большое спасибо. А сейчас слово Давид Амиру Садуру, сын известного исламского богослова Валиахмета Садура, наш любимый нами член общины татарской. Спасибо большое. Уважаемые отцы, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, исәнмесез, кадерле дуслар. Тема моего доклада – многообразие парадигм ислама и их диалогичность. Мой доклад касается многообразия ислама как в России, так и во всем мире. И все же ключевое слово моего доклада – диалогичность. Так сложилось, что конец прошлого и начало нынешнего века со стороны ислама наиболее остро заметен в серии террористических актов разного масштаба как во всем мире, так и в России. В России это в первую очередь связано с экспансией салафитских толков ислама на территории Северного Кавказа, во-первых, и далее по всей России в дальнейшем. К слову сказать, практически весь терроризм, выступающий от имени ислама, связан в первую очередь с салафитскими его направлениями. Нужно также напомнить о том, что салафиты чаще всего представляют проблему для большинства остальных мусульман, так как зачастую навязывают мусульманам других направлений свои представления об исламе, как единственно верные. Несогласные с ними часто просто физически уничтожаются. Так был расстрелян Валиулла Якупов. Параллельно было совершено покушение на муфтия Татарстана. В Черкее террористкой смертницей был убит Саид Эфенди Черкейский. Был взорван Ахмад Хаджи Кадыров. Когда силами его сына ваххабизм в лице так называемого Эмирата Кавказа был вытеснен из Чечни, Дока Умаров заявил о том, что благодаря этому бежавшие из Чечни ваххабиты, они же салафиты, теперь распространяются по всей Российской Федерации. Говоря об этом, я хотел бы подчеркнуть то, что проблемы, связанные с исламом, с исламским терроризмом, происходят преимущественно от одного не слишком многочисленного направления в исламе, которые сами мусульмане по праве называют сектой. Напомню о том, что ислам общепринято разделять на суннитов и шиитов, но лично я бы к 4 суннитским мазхабам и шиизму добавил и суфизм, как некоторые отдельные самостоятельные направления в исламе. Так практически вся Чечня и значительная часть Ингушетии и Дагестана представляют собой последователей суфийских тарикатов, накшбандийского, шазилийского, кадирийского и джаузилийского тарикатов. Кроме того, представители тарикатов распространены в Средней Азии, во всем исламском мире они насчитывают десятки, если не сотни миллионов приверженцев. Также необходимо напомнить о том, что общее число мусульман в мире насчитывает около 1,8 миллиардов. К слову сказать, общее количество православных в мире около 180 миллионов. Но опять-таки статистика, как уже было сказано, вещь лукавая и, возможно, неточная. То есть, но в целом количество православных по данной статистике в 100 раз меньше. В России, к слову сказать, это соотнесение другое. Православных около 50%, мусульман около 10%. Но опять-таки по существующей достаточно неточной статистике. Также хотелось бы напомнить о том, что мусульмане, так же как и христиане, верят в Бога Творца, признают Библию и евангельские тексты, тексты Божественного Откровения, признают большинство библейских пророков, начиная от Адама и кончая Иоанном Крестителем. Коран говорит о присной Девстве Марии, непорочном зачатии. В тексте Корана присутствует эпизод Благовещения Джибриила, архангела Гавриила. Иса Масих, Иисус Христос, почитается Словом Божьим и Духом Божьим. Мусульмане считают Христа как величайшего чудотворца, исцеляющего больных и воскрешающего мертвых. Слышно, да? Коран говорит о вознесении Христа, о его грядущем втором пришествии и победе над Даджалем или Антихристом. Ислам также говорит о воскресении всех людей во плоти, о судном дне, Яум аль-Киямет, о райском воздаянии праведным и об адских мучениях грешникам. Ислам призывает к доброделанию и отвращению от грехов. Кроме того, ислам является третьей религией в ряду авраамитского толка, наряду с иудаизмом и христианством. Если же говорить о суфизме, то суфизм, помимо вышеперечисленного, говорит об обожении человека. Суфизм создал институт святости, вилаят, внутри ислама. Суфизм, в отличие от других направлений ислама, говорит о наличии того, что христиане называют первородным грехом.
Суфизм призывает к борьбе со страстями, учит богообщению. Конечно же, нельзя не сказать и о принципиальном отличии ислама от христианства. Мусульмане не признают божественность и богосоновство Иисуса Христа. Мусульмане знают о Святом Духе, Рух аль-Каддус, но не считают его одним из лиц Святой Троицы, именуя его именем то архангела Гавриила, то самого Христа. Коран прямо не говорит о первородном грехе и о том, что душа человека удобопреклонна ко греху, удобопреклонна ко злу более, нежели к добру, как это говорят святые отцы. Соответственно, мусульмане отрицают распятие, воскресение, искупительную и спасительную миссию Иисуса Христа. То есть, если о первородном грехе не говорится, то не нужно и искупление от него. И все же, несмотря на эти важнейшие различия, а иначе ислам не отличался бы от христианства, не случайно святой Иоанн Дамаскин называл ислам христианской ересью. Между христианством и исламом очень много общего. И если уйти от идеологизации и политизации религии, христиане и мусульмане могут уйти от конфронтации к диалогу и сотрудничеству во многих областях. Так, Московская Патриархия регулярно проводит конференции, посвященные исламо-христианскому диалогу с участием ведущих богослов как с мусульманской, так и христианской стороны. Проводились серии исламо-христианских диспутов на наиболее актуальные темы межрелигиозного диалога, в котором участвовал покойный отец Даниил Сысоев, многократно здесь напоминаемый. Ваш покорный слуга неоднократно присутствовал на этих важных и достаточно плодотворных мероприятиях. По благословению бывшего епископа Ставропольского и Владикавказского в Ставропольской епархии регулярно проводятся исламо-христианские молодежные лагеря, где молодежь двух наиболее распространенных в России вероисповеданий общается, играет в подвижные игры, устраивает состязания в единоборствах, учится мирно взаимодействовать. Усилиями семьи Бухаровых и многих других членов общины православных татар успешно сотрудничает и взаимодействует с Татарским культурным центром, региональными татарскими организациями, традиционно поддерживающих ислам, участвует в сабантуях и других культурных мероприятиях. И это только некоторые примеры мирного диалога и взаимодействия. Издавна христиане и мусульмане мирно, добрососедски общаются в Татарстане. Русские татары Нижегородчины, Москвы и Питера на бытовом уровне живут очень мирно. Когда автор данного доклада с группой студентов-христиан оказался в одной из мечетей Нижнего Новгорода и завязалась непринужденная беседа с ее прихожанами, мы вдруг увидели ряд схожих проблем, касающихся ежедневной практики верующих. Оказалось, что новообращенных мусульман, точно так же, как и христиан, порой не понимают дома, часто препятствуют совершать молитвы, держать дома религиозную литературу, атрибуты веры. Точно так же и на работе верующие и старающиеся жить по своей вере часто встречают непонимание на работе среди неверующих друзей, особенно если они отказываются от спиртного и сомнительного рода развлечений. Поэтому принципиально диалог невозможен для подавляющего большинства салафитских направлений ислама, которые характерны тем, что представляют эксклюзивистскую модель ислама, то есть такую модель, которая отрезает пути спасения всем, кто не придерживается их точки зрения. Так они очень любят цитировать хадис, в котором от имени пророка мусульмане говорят о том, что спасется лишь 1/72 часть исламской уммы, что уж говорить о нас грешных. Но это я бы отнес и к той части православных христиан, которые отстаивают эксклюзивность христианского пути спасения. Дело спасения человеческой души в первую очередь принадлежит самому Богу, и Он решает этот вопрос окончательно. Как говорит Евангелие, есть у меня овцы и не из этого стада. И сам спасает и исцеляет в тексте Евангелия самарян и язычников. Также следует сказать, что диалог не означает безоговорочное приятие точки зрения и уж тем более образа веры другого. Он лишь предполагает уважительное отношение к его вере, а также умение разбираться в том, что в наших двух религиях имеет общие корни, а где имеются принципиальные различия. Также напомню о плодотворном сотрудничестве гуманитарных миссий, представляющих Московскую Патриархию, с мусульманскими гуманитарными миссиями, как в Чечне и Дагестане во время военных действий, которые там происходили, так в Сирии и Ираке. Опыт также показывает, что наиболее конструктивный диалог происходит там, где, во-первых, представители ислама и христианства живут по соседству. Во-вторых, когда ни те, ни другие не занимают господствующую позицию и представляют так называемую официальную государственную религию. Конструктивный и открытый диалог возможен лишь тогда, когда обе стороны, представляющие диалог, выступают с равных позиций. Диалог должен исключать все виды прозелитизма, идеологичности и политизации.
И это довольно трудноуловимые, но вполне отслеживаемые вещи. Ваш покорный слуга в течение 3 лет организовывал и проводил такого рода диалог с участием московских богословов, духовенства, мусульманских богословов и имамов. Но когда руководство вуза, на базе которого проводился диалог, начало проводить политику «разделяй и властвуй» по отношению к гостям-мусульманам, я этот диалог прекратил. Хотя, нужно сказать, благодаря полной приватности, хотя мне поступали предложения осветить проходящий диалог в прессе, уровень доверия сложился такой, что некоторые имамы стали обращаться ко мне за советами, касающимися христианского богословия, а я, в свою очередь, обращался за помощью по вопросам, касающимся ислама. Также был целый ряд взаимных поздравлений с праздниками, оценка и размышления о некоторых событиях, происходивших в мире. Иосиф Исихаст уважительно говорит об исламе. Также и Паисий Святогорец, выросший в окружении мусульман и в детстве и юношестве, говоривший на турецком. Патриарх Афиногор рассказывал о том, что в его родной деревне мирно сосуществовали христиане и мусульмане. Более того, некоторые христиане за решением определенных вопросов обращались к шейху, а некоторые мусульмане к православному священнику. И такого рода примеры добрых взаимоотношений христиан и мусульман множество. Ваш покорный слуга был лично свидетелем тому, как после пасхального богослужения на Тяхирском подворье в Москве к настоятелю приехало множество мусульман поздравить его с Пасхой. Сирия вообще до трагических событий последних годов славилась добрым, дружеским отношением христиан и мусульман разных конфессий. На праздник Богоявления многие мусульмане приходили за святой водой. Христиане и мусульмане разных направлений и конфессий дружно жили, поздравляли друг друга с религиозными праздниками. У некоторых арабов-мусульман, помимо Марии и Иисуса, почитаются такие святые, как святой Георгий или Джирджис. Однако диалог возможен лишь при готовности с обеих сторон, а также при надлежащей доле уважения и терпения. Вы спросите, а зачем, собственно, такой диалог нужен? Какая в нем необходимость? Я твердо убежден, что такая необходимость есть. Почти 1500-летняя история ислама показала не только его жизнеспособность, но и действенность. В средние века мусульманская наука оказывала огромное влияние на всю европейскую науку. Заслуги исламской медицины неоспоримы. Исламская живопись, архитектура, литература самобытны и многоградны. А это значит, что конфронтация и противостояние и попытка подавить ни к чему хорошему не приведут. Необходим поиск мирных форм взаимодействия и диалога. Кроме того, и это, пожалуй, самое важное, современная эпоха патологически враждебна религиозным нормам и устоям. Во всем мире рушится институт семьи, пропагандируются гендерные технологии, разврат, наркомания и проституция. Во все века политика использовала религию в качестве своего инструмента. Все вышеперечисленное и многое другое является недопустимым как с точки зрения ислама, так и с точки зрения христианства. И это огромное поле для сотрудничества. В этом смысле община православных татар как раз оказывается на стыке этих двух мировых религий. И хотя история взаимодействия татар-мусульман и татар-христиан имеет как светлые, так и темные периоды, необходимо уметь налаживать и вести диалог на основах уважительного отношения к религии другого. Христианство априори осуждает насилие. Ислам же, словами Корана, провозглашает: нет принуждения в религии. Спасибо за внимание. А сейчас перед нами выступит Сафин Сергей Варисович, представитель казачества. Да, видите, как вот мое отчество все коверкают. Вот любят у нас называть Борисович и Борисович, ну понятно. Да, здесь вот все-таки приятно общаться, что вот я говорю, ну, вы моего отца что там, переименовали, что ли, знаете, или там он перекрестился, что имя его так. Вот, знаете, вот год назад был тоже здесь вот так же, ну, только здание воскресной школы, дай бог памяти, проводилось у нас то же самое. Вот. Подобное мероприятие, очень хорошее, очень замечательное. Вот, батюшка вот меня благословил в прошлом году. Вот, ну то, что я на командировку, вот, то, что я, скажем так, на своих ногах, со своими руками, с головой, значит, хорошо благословил, качественно, так сказать. Вот, понимаете, так вот тоже чуть-чуть решила разрядить, а то так вот. Вот, ну, в принципе, в прошлом году я также всем, так сказать, вот то, что прослужило казачество наше, про служилых татар, вот, я уже говорил, потому что всегда была лучшая конница татарская, всегда. И всегда она была вот именно
знаете, пехота, как правило. Тяжелая кавалерия, она была русская, а легкая конница была всегда татарская. Вот. И насчет того, что служила татары, вот опять-таки, вы понимаете, вот здесь вот сегодня тоже только разговор был с человеком, он вот, ты там был, ну, скажем так, в служебных командировках. Вот, я говорю, да мало ли, где разница, где я был. Вообще это никакого значения не имеет. Другой вопрос, что я готов в любой момент опять так же пойти. Вот. И знаете, вот как сейчас то же самое. Вот, ну, ислам там, почему-то зачастую у нас начинают вот, есть традиционный ислам, который у нас на территории России. Я сам из мусульманского региона, сам, так сказать, из села, которое, знаете, там тоже мусульманское. Вот, отец у меня мусульманин тоже был. Вот, понимаете, поэтому и мало того, когда в свое время, вот, он увидел у меня крест, он мне говорит, крестоносец. И притом это он так говорил достаточно уничижительно. Ну, понимаете, оказался пророчески, так сказать. Сказал только потом по святым местам, по местам, скажем так, там, где крестоносцы прошли. Ну, я тоже прошел. Только крестоносцы шли в свое время с пикой, с копьем, а я с пулеметом. Вот, понимаете? Ну, попал, как говорится. Вот, но тем не менее, мы жили всегда дружественно, неважно, православные, христиане, знаете, там вот, ну как, православные христиане, либо мусульмане. Вот. И, знаете, допустим, вот у меня друг мусульманин, вот мы с ним 2 года назад, к примеру, я так тоже пока оказался в Башкирии, вот мы с ним вместе в прорубь окунались. Вот. Понимаете, мусульманин. То же самое вот в этом году мне довелось побывать на Рождество Христово. Вот, вы знаете, там вот в церкви, ну церковь вот такого же, наверное, ну такая же, наверное, ну сами понимаете, небольшого размера. Вот, ну, наверное, вот такого. Ну, в общем, невозможно было просто даже там протолкнуться, упасть. Так, знаете, яблоку, как говорится, упасть негде. Потому что там были как православные, которые крестятся, собственно, знаете, стоит человек, крестится, рядом стоит мусульманин. Но я знаю, что мусульманин тоже там, знаете, свечку пришел. Вот, говорит, постоять тоже со своими братьями хочу. Понимаете? То есть вот такие нормальные отношения. Вот. И когда сейчас начинают у нас террористов, вот этих, которые на Ближнем Востоке, с которыми также, так сказать, довелось, ну не копье скрестить, но я уже назвал вам оружие. Вот. Это, знаете, это совершенно другая, вот именно это радикальный ислам, вот, это наша беда. И это как раз то, с чем надо бороться решительно. Потому что, вот, допустим, единственный город, в котором, знаете, именно родной язык был язык Иисуса Христа, вот это Маалюля. Первое, что они сделали, они его разрушили весь, до основания. И жителей по большей части уничтожили. Вот, ну, кому удалось сбежать, те сбежали, соответственно. Вот. Веру никто предавать не стал. Поэтому вот это вот как раз вот я говорю, что начинают нам рассказывать ислам, вот про то, что там война и так далее. То есть это совершенно другая религия. Вот. И знаете, вот тем, кто туда, есть такие, ну, как они там себя, фанатики, уж не знаю как, приезжают, то есть там довелось видеть и изнасилованных собачек. Вы представляете, что это такое? То есть это вообще, это, ну, вот поэтому вот такая вот она религия, та, которую сейчас нам говорят, что она вот на Ближнем Востоке, якобы исламское государство, которое, собственно, ну, с исламом я далек от мысли, что что-то общее имеет. Вот. И поэтому в первую очередь мы должны жить, знаете, как мы жили всегда, бок о бок. Вот. То есть, мало того, вот сейчас, знаете, тут по именам, там какое имя, что мусульманское имя там якобы,
хотя, ну, мусульманское имя это у нас там называют, потому что в основном они либо арабские имена, либо совершенно верно, это еврейские имена, которые арабизировались потом. Вот. То есть, знаете, если там придешь когда к Богу, и какая разница там, у тебя имя, допустим, Варис или Борис. Вот. Главное, чтобы ты шел с верой в душе к Богу и искренне обращался к Нему. И это самое основное. Вот, поэтому хотелось бы завершить выступление. Оно чуть-чуть спонтанное такое. Вот, не то, что, знаете, там готовятся какие-то заученные фразы, научные и так далее. Вот я могу, конечно, тоже, но лучше сказать так, чтобы дошло до души людей. У меня все. Спасибо, Сергей. У меня сейчас уже такая просьба. Мы очень по времени уже, у нас перебор. Буквально уже короткий. Сейчас будем объявлять, да, кто скажет слово. Уже очень коротенько. Хорошо, постарайтесь, пожалуйста. А то мы ничего уже не успеем. У нас еще там будем видео показывать, да, еще чай попить. Там у нас и вино будет, и покушать, и вообще татарская кухня, чтобы все успели, ладно? Пожалуйста, не заговаривайтесь уже. Сейчас перед нами выступит отец Дмитрий Киароглу, Гагауз. Каждый народ, благословите владыка, досточтимый. Нет? Он нас благословит. Чтение, приятно. Вот сегодня на концерте я обратил внимание, может так быть, из закатного края. Записывайте. Досточтимое собрание, отцы, братья и сестры. И в этом году, по счастливой случайности, приехавшие на чтение, мы присутствовали на вашем собрании православных татар. И вот мне подумалось, что те дискуссии, те вопросы, которые поднимались в прошлом году, они, собственно говоря, повторяются, и, значит, работа идет, борьба идет, и действительно каждый народ идет своим путем и своей независимостью обогащает по-своему великую сокровищницу христианского духа. Православный гагаузский народ, живущий в Молдове, в Республике Молдавия, русские ученые, Ноград Машков, в конце XIX века характеризовал их, что у них даже прямые личные интересы теснее, чем у кого-либо у других. Он изучал регион, Балканы, связаны со строгостью православной дисциплины, со строгостью православных преданий, православных уставов, православных чувств. Православие самый основной, резкий и глубокий национальный признак у нашего гагаузского народа, отличающий нас и отделяющий от других тюркских нехристианских народов. Но в последний год наш президент Башкан Гагаузии Ирина Авлах обошла, можно сказать, несколько раз все тюркские народы. Казахстан, Киргизия, Туркменистан. Она проводит очень большую такую миссию, так как-то это все происходит, что она вот действительно везде говорит о том, что мы хотели бы сделать гагаузов как мостик для встречи христианского и исламской культуры и народов. Да. По-турецки она говорит, вот здесь со мной депутат
созыва, Петр Иванович. И вот она говорит, халкын темели клисе, основа, фундамент нашей национальности, это церковь. Сизин халкын темели ислам. Фундамент вашего народа, там, в Туркмении, или где она там бывает, в Турции чаще, это ислам. Без истерис булуштурма. Мы хотим объединить вас, предоставить возможность встретиться, вот, наша христианская, и как раз вот в вашем храме, вот это все очень, так сказать, проникновенно происходит. Я не буду говорить о духовном сегодняшнем состоянии нашего народа. Он такой же, как у всех. В начале 21 века, на постсоветском, говорят, пространстве. У нас есть свои какие-то сложности. У нас большая эмиграция, отток очень большой населения в Турцию, в Италию. И это отражается, конечно, на нравственном состоянии нашего народа. Еще хотел бы отметить одну ремарку. Совсем недавно по просьбе нашего Башкана было напечатано в Санкт-Петербурге Евангелие нашего просветителя гагаузского Михаила Чекера. Это очень большое напрестольное Евангелие богослужебное. Его привез сам губернатор Полтавченко, чтобы это вручить. И вот такая забота матери церкви, ее православных лидеров очень ощутима для нас. Для нас очень важно. Мы не забыты этим самым, хотим сказать. И, конечно, стоит вопрос о канонизации и ваших переводчиков, библеистов, и нашего отца Михаила Чекера, он был достойнейший пастырь, все признаки к тому. Я думаю, я вот в резолюции тоже вот особо отметил бы этот, чтобы вместе мы как-то вот продвинули, чтобы у нас были свои святые. Что же касается имен, я часто бываю в Болгарии. Вот даже только здесь присутствую, в воскресенье вот должна была поездка у меня быть с матушкой там, в Родопы. Горы, где 15% христианского населения, это город Кырджали на границе с Грецией, это Родопы, там, значит, помаки, принявшие ислам, и там мы часто бываем, общаемся, священники приняли православие, вернулись с этими деревнями, есть такие несколько деревень, на Рождество мы там гуманитарную помощь как бы, привезли с их столицы, поучаствовал. И что я хочу сказать, конечно, все, что я слышал в этих докладах, это точная информация, правильные выводы, так сказать, и КПД будет работать на все 100%, если все это будет. Скажем, вот мне самому приходит в Болгарию крестить, ну, Пламен там у них, имена, все, не христианские. У них это уже давно стало традицией, это же болгарская церковь наша сестра, да, все у них это есть. А бывают иногда странные имена, например, Калинка-Малинка я крестил. Оказывается, мне там надо захватить со стороны мамы родство и со стороны папы. И такие бывают, через черточку. Вот. И все это под этими именами. Там никто никогда не задумается, чтобы задать вопрос. Ну, конечно, в монашестве они уже берут древние времена, имена древние такие, стараются, да. Спасибо вам, да, сохрани нас Господь, и чтобы мы вместе, и еще нас включайте, мы будем с радостью приезжать на ваши. Сейчас перед нами выступит протоиерей Анастасий Головин, настоятель Свято-Авраамовского храма, город Болгар. Добрый вечер, ваше высокопреподобие, преподобие, дорогие отцы, уважаемые братья и сестры. Я хотел бы поприветствовать всех участников наших рождественских чтений, этой замечательной, необходимой, крайне необходимой секции православных татар. Мы жители Татарстана, мы священники Республики Татарстан, Татарстанской. Мы имеем действительно необходимость сегодня в современном мире говорить о миссии среди православных татар. И хочется желать вам, всем участникам нашего мероприятия, и хочется поблагодарить вас, организаторы Динара, и передать в дар с пожеланием Божьего благословения
иконы святого мученика Авраамия Болгарского, чудотворца, образ которого освящен в храме на месте страданий святого мученика Авраамия Болгарского, чудотворца в Татарстане. Динара, примите, пожалуйста, в дар такой же. Совсем недавно такой же образ мы передали святейшему патриарху Кириллу в дар. Он, когда увидел, сказал, что образа такого святого угодника Божьего у него еще нет. А это наш святой угодник Божий, Русской Православной Церкви, который своим подвигом мученическим, значит, засвидетельствовал веру свою православную. Один из первых святых мучеников на Руси, это домонгольский период времени, 1229 год. И, пользуясь случаем, всех присутствующих приглашаем на наш Авраамиевский фестиваль в нашем городе, о котором Динара сегодня говорила. Спаси Господи. Я с Владимирской митрополии. Вот, как известно, Авраамий Болгарский, он, так сказать, был купцом, вот, успешно торговал, но был таким милостивым человеком. Вот, и когда услышал проповедь Евангелия, он уверовал, вот, и пытался, он проповедовал у себя уже в Болгарии и был там, так сказать, умершлен. Вот, и мощи его потом князь Георгий потребовал его мощи, чтобы возвратили во Владимир. Вот, и владимирские купцы видели его подвиг, пересказали князю. И они, мощи были перенесены во Владимир, вот, и находились там, но после революции были поруганы, и частица мощей большая осталась у святого Василия Афанасия Сахарова. Вот, и акафист, это самое, вот Авраамию Болгарскому, вот я хотел с Владимирской земли передать, вот этому храму. Батюшка, может быть вам, батюшка. Спасибо. Сейчас слово представляется Хисматуллину Ринату Рифовичу, председателю благотворительного фонда в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии, а также автор-исполнитель православных стихов и песен. И вот Ринат Хисматуллин сегодня у нас споет вот в завершении, уже вот когда мы перейдем в помещение воскресной школы. Здравствуйте, спасибо большое. Доклад уж я не буду зачитывать, так вкратце их расскажу. Меня зовут Ринат, я из Республики Башкортостан. В 2014 году я принял православие. Благодарю за это Господа, за то, что Он меня привел именно на правильный путь, Он меня наставил. Вот. Просто было так интересно. Сначала Он меня привел в благотворительность. Я начал помогать детям-сиротам, детям-инвалидам, в общем, семьям, у которых проблемы в жизни. Вот. Я был мусульманином. Вот. Почему-то я привозил вещи всегда в православные храмы, вот, оставлял их там. И как-то жизнь меня по благотворительности, я пересекся с одним монахом игуменом Силуаном. Рассказал ему, какие свои проблемы. И он мне сказал: тебе надо покреститься, у тебя все пройдет. Тогда я просто подумал, про себя, думаю, да ладно, что там говорит, я же мусульманин. Вот. Но через полгода потихоньку я сам к этому начал приходить. Бог меня вел все это время. Вот. Я создал волонтерское движение, будучи мусульманином, и назвал его в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Матери Софии. Я не знаю, почему это так произошло. Я считаю, что это был все-таки Божье чудо и промысел только его. Вот. Когда уже я принял православие, я просто переделал его в благотворительный фонд в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии. Вот. На сегодняшний день в Республике Башкортостан открыто 2 филиала по раздаче вещей малоимущим семьям. Все, кто нуждается, спокойно могут приходить без всяких либо документов, забирают вещи, какие им нужны. Также люди приносят для раздачи нуждающимся семьям. Вот. По поводу Даниила Сысоева, отца. Я считаю его священномучеником. Я ему также молюсь и прошу его всегда, чтобы он меня поддержал, помог. Здесь тоже произошло чудо. Когда было мне очень тяжело, проблемы у меня также возникали с моими родителями, родственниками. Для них я всегда, как говорится, я был предателем. Ну и для многих мусульман я до сих пор им и являюсь. Мне постоянно пишут об этом, но я иду правильным путем.
И спасибо Богу за все. По поводу священномученика Даниила Сысоева. Он мне стал попадаться. Когда мне было именно тяжело, он стал попадаться на разных сайтах, прочее. Я его откидывал просто-напросто. Думаю, да ладно, что там, раз откинул его. Опять он мне попадается, я опять его откинул. И так раз 5, наверное. И мне пришлось просто зайти на этот сайт и посмотреть его проповеди, посмотреть его видео. Это действительно такой человек, он благодатный батюшка, который он действительно вел народ за собой. И мы должны следовать ему в примеру и тоже вести народ за собой. Именно за веру во Христа, за Святую Троицу. Вот. Также промысел Божий привел меня и в духовную семинарию города Оренбурга, в которой учусь уже 3-й год на обучении. Вот. Спасибо Богу за все. Ну, вот так вот вкратце их о себе рассказал, потому что пригласили, спасибо Динаре Бухаровой. Тоже промысел Божий. Познакомился с Даниилом Сысоевым, тут же мне пишет Динара, и мы вот так вот познакомились, стали общаться по WhatsApp, и общались. Вот в итоге я в этом храме и среди вас. Но разве это не промысел Божий? С города Салават, Республика Башкортостан. От Уфы 180 где-то километров примерно. Благослови вас Господь и Матерь Божия, благословите. Спасибо большое. Быкову Олегу Ильдусовичу. Быков Олег у нас большую работу проводит в Оренбургской области. Ну, в общем, мы тебя очень благодарим за такую большую работу. Ну, сам расскажешь. Ну, в том году я сюда попал, тоже был, на этом форуме, тоже, можно сказать, случайно. То есть меня председатель нашего миссионерского отдела Бузулукской епархии направил сюда, то есть я не собирался в том году. И вот благодаря вот этому форуму мы начали проводить вот молебны в нашей области, то есть в нашем городе, в епархиальном Бузулуке, и где у нас тоже проживает где-то 10% населения татар. Вот. Ну и само название даже говорит, само за себя город Бузулук. Вот. То есть там татары всегда жили. И в райцентре Плешаново, это граница с Башкирией, тоже Бузулукская епархия. Вот, там проживает много башкир и татар. Вот там начали проводить вот эти молебны, которые здесь служились в этом храме. Вот. Ну, как бы так. То есть тоже были чудеса. Бывало, денег не было у нас, допустим, на бензин, чтобы ехать проводить молебен. Вот один раз даже деньги дал человек, который пришел к Богу, стал церковным человеком, исповедоваться, причащаться именно через чтение проповеди в интернете отца Даниила Сысоева. Вот. Ну, на это дело вот отец Дорофей меня благословил, даже было дело, на Афоне мы с ним встретились. Я говорю, ну как же, стоит, не стоит? Он помолился, давай, все, Бог благословит. Так вот было. Ну все. И спасибо большое московской вот общине. То есть в последнее время, вот особенно в зимние месяцы, то есть на бензин вот, финансировали, они деньги нам давали. То есть не было денег, а люди нам давали деньги на бензин. Да, да. Сергей Сидоров, религиовед, член Московской православной христианской общины. Добрый вечер, честные отцы, прошу благословения. Тема моего доклада посвящена научно-педагогической теме. Это тема использования педагогических методик в православных учебных заведениях, основное дополнительное образование, история и современность по системам Николая Ивановича Ильминского и целостный педагогический процесс система Павла Ивановича Петкосистого. Это наш современник. В 1864 году в Казани протоиерей Василий Тимофеев открывает центральную крещено-татарскую школу. Эта школа стала реализовывать просветительские и педагогические идеи Николая Ивановича Ильминского.
учителя отца Василия, известного миссионера, просветителя народов Поволжья и Средней Азии. Эти педагогические методы нам хотелось бы рассмотреть более подробно. В центральной крещено-татарской школе одним из главных факторов педагогической деятельности было преподавание на родном кряшинском языке, параллельно с изучением русского языка. Также особенностью было то, что в отличие от иных школ, там практиковалось совместное обучение мальчиков и девочек. И тех, и других готовили к преподавательско-педагогической, просветительской и миссионерско-апологетической деятельности с той целью, чтобы преодолеть языческие и криптомусульманские заблуждения, не допустить отпадения слабых в вере представителей малых народов в ислам, поскольку мусульманские миссионеры вели свою работу среди кришен, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы и других народов весьма успешно. Ведь языческие верования, весьма распространенные среди этих народов, по своему мировоззренческому уровню уступали исламу. Православие же у этих народов зачастую вырождалось в обрядоверческие и магические формы. Нечто подобное, к сожалению, мы наблюдаем и в современном российском обществе. Предметы, преподававшиеся на крещено-татарском языке, разговорном языке, это грамматика и арифметика на первом году обучения, служили основой образования в ЦКТШ. Буквари и грамматики, составленные Николаем Ивановичем Мельминским и протоиереем Василием, были опубликованы с использованием кириллической азбуки, о чем уже ранее было сказано, с добавлением тех звуков, которых не было в русском языке. Далее, после освоения учениками русского языка, следовало преподавание более серьезных предметов: апологетики, литургики, чинопоследования на родном языке и на церковнославянском языке, священной истории, истории христианской церкви в рамках закона Божия, а также педагогики. Николай Иванович Ильминский и его ученики, благодаря их педагогической переводческой деятельности, фактически создали литературные языки малых народов. Образование же учеников обоих полов привело к появлению национальных интеллигенций малых народов. Но это лишь внешняя часть канва работы ЦКТШ. Целью своей педагогической деятельности Ильминский и его ученики видели то же самое, что почти 100 лет спустя современный педагог Павел Иванович Питкосистый назвал формированием полноценной, разносторонне развитой гармонической личности. Человек, по мнению Эльминского, должен быть честным, доброжелательным и верующим, то есть с высокими моральными качествами. Ведь тогда и в практической области применения своих талантов он будет успешен, пусть сначала образуется хороший человек, а потом на этом основании будет хороший специалист. К сожалению, такое мнение в настоящее время весьма отделено от реальности. Фактически Ильминский стал предшественником современных российских педагогов, таких как Питкосистый, считающих необходимым не ограничивать свою деятельность только преподаванием или образованием по данной дисциплине, обучением практическому применению этих знаний, что в педагогике называется совокупностью знаний, умений и навыков. В этом и Ильминский, и Питкосистый видели путь к формированию полноценной, гармонической, разносторонне развитой личности. И именно о следовании этому пути для российского образования говорят и святейший патриарх, и президент Российской Федерации. Некоторые поставленные Ильминским цели в современном обществе, в современной педагогике представляются невозможными к исполнению. Так, например, Центральная крещено-татарская школа готовила православных миссионеров-полемистов для противостояния исламу и язычеству. Но те методы, которые использовались для этой деятельности и были тогда современными и актуальными, ныне устарели.
представление Ильминского об исламе соответствует действительности лишь отчасти, поскольку в его концепции, например, не различаются большой и малый джихад. Отношение к женщине в исламе значительно сложнее, чем это описано в трудах некоторых православных апологетов, и далеко не такое однозначно неуважительное и уничижительное, поскольку есть примеры современных мусульманских женщин, получивших звание улемов, таких как Валерия Порохова, читавшая некоторое время назад лекции в Московском государственном университете. Ну, тогда она позиционировалась просто как мусульманка. Там на самом деле они сложные взгляды исповедуют. Очень большое, сильное влияние оккультизма было и у Пороховой, которая читала лекции, и у господина Джамалина непокойного. Для дальнейшей полемики с исламом не стоит слепо использовать те устаревшие методы, такие как стереотипы об исламе вообще, поскольку ислам не является однородным религиозным феноменом. Например, суннизм отличается от шиизма и суфизма. Следует показывать людям трансцендентную в философском смысле высоту православия, его вероучения, философии, душеведение святых отцов, зачастую превосходящее современную психологию и описанного в аскетических произведениях, таких как «Добротолюбие», аскетические труды преподобного Григория Синаита, святителя Григория Паламы, из современных авторов митрополита Ерофея Влахоса и так далее. То же самое должно касаться и педагогических методик, используемых в Русской Православной Церкви и светских учебных заведениях. Надо брать лучшие методики и использовать их, чтобы люди сами без принуждения познавали мир православия. Педагогическая система Ильминского также была направлена на введение народов Поволжья в сферу влияния России, русского мира, чему способствовал, в частности, перевод татарского языка с арабской письменности на кириллицу. Однако в настоящее время перед православными миссионерами, работающими с гражданами России нерусского происхождения, стоит совершенно иная задача – сохранение идентичности татар, башкир и многих других народов перед лицом тотальной глобализации. Именно нахождение в русском мире способствует тому, что татарская, как и любая иная национальная идентичность, не нивелируется, как это происходит в рамках американского глобального проекта. Православие таким образом не идет по пути большевиков, насильственно русифицируя выходцев из разных народов, но позволяет быть православными, сохраняя аутентичную культуру и воцерковляя ее, чему примеры мы имеем уже достаточно яркие в современном обществе. В этом, на наш взгляд, следует отойти от практического применения педагогической системы Ильминского через христианизацию русифицировавшего, отчасти вынужденно под влиянием государственной власти, народа Поволжья. Посему совершенно недопустимо устраивать какие-то антимиссионерские выпады и говорить, что недопустимо и не нужно воцерковлять и приводить к православию представителей иных народов, о чем в частности сказал Кирилл Александрович Фролов. К сожалению, как светские, так и некоторые церковные деятели, отвечающие за внедрение педагогических методик, не стремятся к использованию гуманистической педагогики, такой как концепции Ильминского, Макаренко, Сухомлинского и целостного педагогического процесса Павла Ивановича Петкосистого. Более того, не допускают, чтобы люди, владеющие современными педагогическими технологиями, эти методы использовали в работе со светской и церковной молодежью. В частности, бывший министр образования Российской Федерации Фурценко на молодежном форуме «Селигер» в 2013 году заявил, что целью образования является воспитание квалифицированного потребителя образовательных услуг.
исключив таким образом из образовательного процесса личностный подход, воспитание у учеников, стремление к самообразованию, самовоспитанию, самообучению и саморазвитию. Также и в церковной среде необходимо исходить из сочетания индивидуального подхода к каждому ученику. То есть ученик должен осознавать, что он педагогом не забыт, что его уровень подготовки оценивается адекватно и беспристрастно. И классической классно-урочной системы преподавания, как это используется в православных гимназиях и в православных учреждениях дополнительного образования. Ильминский для своей деятельности использовал современные ему достижения педагогической науки. Также он изучал великую дидактику Яна Амоса Коменского и другие современные ему педагогические исследования. Однако нынешние педагоги-методисты, не только светские, но и церковные, зачастую игнорируют современные достижения российской педагогической науки. С научно-педагогическими трудами Петкасистова и других современных российских специалистов в области педагогики знакомы, к сожалению, очень немногие современные педагоги. Поэтому, если наше общество хочет быть конкурентоспособным в современном мире, если мы хотим, чтобы наши граждане были творцами своего будущего, а не потребителями образовательных услуг, которые нам представляет глобальное общество в виде Соединенных Штатов Америки, нам следовало бы достичь Просто как бы хотелось еще Юрий Василий Кузнецов, Башкортостан. Меня попросили, уже я пару слов только выскажу. Всех вас поздравляю праздниками, Рождеством, Крещением. И хочу сказать, я сам крашинский батюшка, я полностью по-крашински, там у нас трепники, все молебни идет по крашинскому языке. И то, что я хотел бы сказать, инде барыбызга да сиздерге котлыймын деп аташа әйтәмез, барыбызга бәйрәмнәр белән котлыймын. Безнең бу эшне инде алып барырга инде безнең якта җиңелрәк, конечно, безнең якта керәшеннәр күп, керәшен авыллары күп. Менә отец Арафей әйткәндә, без аны әкрен генә алып барабыз. Шөкер Худайга, без инде ул эшләрне алып барганда, безнең белән татар кешеләре дә килә, күп сораулар бирәләр, отвечать итәргә туры килә. Ул эш әкрен генә безнең якта бара. Ул эшне ташламыйк, бергәләп молиться итик, бергәләп яшиек. Рәхмәт сезгә. Без гомер буе керәшенчә, без православный, шуңа булгач безнең белән безнең якта барса керәшеннәр рәхәтләнеп молиться итәбез. Дорогие друзья, 2 секундочки. Вы молитесь уже, да?
можно одну секундочку не сказать, просто одно слово, Элина Галиуллина, потому что в Татарстане это очень известный человек, который делает невероятно доброе дело, у нее приют, она занимается детьми, антиабортной деятельностью. Вот, наша православная татарочка, очевидно. Да, для меня этот храм связан с некоторыми вехами моего возраковления, и сегодня узнала, что я вообще координатор движения «За жизнь», считаю это основным делом в своей жизни, помимо того, что я еще в Казанской епархии занимаюсь социальным служением. У меня Центр защиты материнства и детства. Ну вот движение «За жизнь» собирало 1 миллион подписей, и сейчас мы передаем подписи за запрет абортов, передаем президенту, до сих пор они передаются, много коробок, несколько, где-то около месяца, в феврале закончим передавать подписи. И оказывается, отец Даниил, ну, многие знают, что он занимался тоже противоабортной деятельностью, выступал за запрет абортов. И один из участников нашего движения, Владимир Потих, еще в 2004-2005 году с ним встречался и передавал ему, ну, они рассуждали о креационизме, и также отец Владимир передал ему диск с выставкой «Молчаливая революция». И отец Даниил, я думаю, тоже во многом и благодаря этому тоже. Выставка очень сильная. В итоге занялся этой деятельностью. Через его учеников уже я пришла тоже в пролайф, так называемый. И, ну, думаю, что остальное, может быть, в трапезной действительно расскажу, потому что это очень интересно. Было бы интересно. Спасибо. Братья и сестры, одна реплика. Я все-таки призываю не бояться создавать в Казани филиал татарской общины. Почему? Мы живем не при Шаймиеве. Мы живем при президенте Путине, который... При Боге живем, вы забыли. Вот. И договор о продлении полномочий между Татарстаном и Центром не продлен. Федерация замена в армии на Россию. Поэтому там власти не у ИГИЛ, а власти российских государства. Поэтому никаких препятствий к активной миссионерской деятельности в ситуации нормального диалога с исламом нету. Поэтому надо смело создавать и все.